Приветствуем вас, друзья! Это YouTube-канал Gagauzy Media. И проект Freedom Life. Freedom – это свобода, и мы начинаем проект, где слово действительно свободно. Где мнения сталкиваются, чтобы рождалась истина. Здесь нет сценариев и готовых ответов. Здесь каждый имеет право быть услышанным. Здесь мы говорим честно, открыто и без цензуры. Здесь мы обсуждаем то, о чем нельзя молчать. Freedom Life и мы его ведущие Сергей Арнаут и Екатерина Жекова. Друзья, в нашей студии сегодня 20 участников нашего ток-шоу. Уважаемые гости, каждому из вас мы хотим сказать огромное спасибо. По традиции у каждого из вас сегодня будет возможность высказать свое мнение, дать реплику, конечно же, если вы этого захотите. Друзья, вы знаете, тему сегодняшней нашей дискуссии нам предложил один из участников прошлого выпуска такого ток-шоу Freedom Life. Чтобы не раскрывать подробности, давайте вместе посмотрим, как это было и как родилось название для этого очередного нашего выпуска. Давайте на экраны взглянем. Я поднял вопрос сегодня по форме и по содержанию нашей автономии. Вы не услышали? Услышали? Какую автономию мы имеем? Мы не имеем автономии. Мы не имеем автономии. Исчезнет язык, исчезнет автономия. Наши внуки уже не говорят, вот о чем нужно говорить. А вопрос, будет ли выборы, не будет ли выборы, сейчас выборы сделать или чуть позже. Мы только о выборах сегодня говорим. А то, что такой автономии не существует, нет такой автономии. Автономия без гагаузского языка, как в школах преподают. Нужно все-таки по форме и содержанию разобраться по статусу. Что это за автономия? Это не это фикция. Завтра исчезнет эта автономия. Мы должны поговорить об этом. Наши дети совершенно не знают гагаузского языка. Не зная гагаузского языка, ничего. А вы все время автономии. Как содержаться? Как выиграть выборы? Мы должны разобраться, что это за автономия мы имеем. Константин Петрович, можно я вам скажу? Я вам гарантирую, обещаю. Какую автономию мы создали? Вот об этом говорите. Константин Петрович, смотрите, я вам гарантирую, и вот все участники этого эфира и наши зрители, мы, команда Gagauzy Media, пригласим сюда всех людей, и тему следующего выпуска назвали вы. Мы так и назовем наш выпуск. Гагаузия. Что это за автономия? Да, да. Константин Петрович, вы являетесь идейным вдохновителем нашего сегодняшнего ток-шоу, и тема звучит так, как вы ее сформулировали на прошлой передаче. Тема нашей сегодняшней дискуссии – Гагаузия. Что это за автономия? Ну и, друзья, и для вас, участников этого ток-шоу, и для наших зрителей, формат этой передачи предполагает наличие двух экспертов в студии, и мы сегодня вам готовы их представить. Господин Уазун Антой, добро пожаловать, здравствуйте. Эксперт, депутат парламента Республики Молдова ни одного созыва. Ну и также в нашей студии сегодня Штефан Бежан, эксперт сообщества Watchdog Молдова и историк. Штефан, добро пожаловать. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Также в студии Freedom Life сегодня депутат Народного собрания Гагаузии Александр Тарнавский, депутат Народного собрания Гагаузии Михаил Железоглу, Константин Тавшамджи, доктор экономики, преподаватель Камбратского государственного университета. Константин Петрович, рад вас видеть. Анна Столетняя, доктор педагогических наук, учитель гагаузского языка. Добро пожаловать. Иван Капсамун, журналист, политический аналитик из Украины. Иван, спасибо вам огромное за то, что проделали такой длинный, долгий путь. Михаил Константинов, артист Гагаузского национального театра. Алена Момат, советник сельского совета села Казаклия. Анна Алтынпармак, журналист. Анна, спасибо вам огромное за то, что приехали к нам из Кишинева. Артем Железоглу, гражданский активист, наша молодежь. Ната Чеботарь, ассистент проекта Freedom Life. Также в нашей студии сегодня студенты Камбратского государственного университета и представители гражданского сообщества. Всем еще раз добро пожаловать. Надеемся на интересную дискуссию. Во всяком случае, мы предлагаем вам быть открытыми настолько, насколько вы можете сами себе позволить. Микрофон можно будет попросить у наших ассистентов. Итак, давайте дадим старт. Сергей. Тему мы объявили, участников сегодняшнего нашего ток-шоу представили. Хотелось бы передать слово Нате Чеботарь, которая, как всегда, расскажет нам поподробнее о том, о чем мы сегодня будем говорить. Ната, вам слово. Благодарю, Сергей. Здравствуйте, студия. А вы знаете, я сегодня решила не идти по протаренной дорожке и не представлять схему сведения, которые любой может прочитать в интернете, потому что как образовывалась Гагаузия, знают все могут открыть, почитать. Я сегодня хотела бы рассказать о том,
что такое для меня Гагаузия, потому что для каждого из нас это что-то свое личное. Вот для меня Гагаузия – это 3 основных этапа. Первый этап – это мои герои публикаций, это мои истории, которые я писала все эти 20 лет в журналистике, это традиции, это культура, это истории семейные, которые рассказывали бабушки, тетушки, соседи пожилые. Это вот тот культурный пласт, который делает нас гагаузами. Это вот та наша самобытность, это то наша самость, наша идентичность, то, что есть внутри каждой семьи, и то, что невозможно отнять, независимо от того, какая власть в Гагаузии, что происходит за пределами дома. То есть это то сакральное, свое личное. Второе – это страхи. Для меня, как для ребенка, который вырос во времена, когда Гагаузию только-только основали, вот у нас есть такое избитое выражение, да, отцы-основатели. Вот эти отцы-основатели дали нам, детям того поколения, пройти через вот этот период отрицания, почувствовать на себе ненависть той части населения, которая живет за пределами Гагаузии, потому что мы росли в страхе, что нас все ненавидят, что мы здесь какие-то отщепенцы. Нам очень долго, моему поколению, очень долго приходилось проходить сквозь вот это вот слово «сепаратисты». И я поняла когда-то, будучи студенткой, да, меня не хотели принимать в госуниверситет, я это помню как сейчас. Мне говорили, для вас есть университет в Камрате, для вас есть Турция, уезжайте отсюда. Меня не принимали в гос, это часть моей личной истории, когда я сказала, нет, я хочу учиться здесь, я буду учиться здесь. И мне в какой-то момент стало понятно, что если я буду отвечать агрессией на агрессию, то мы не продвинемся. И я очень доброжелательно, как ни странно, пыталась убедить всех, кто говорил, что мы сепаратисты, что мы не сепаратисты. Я всегда говорила, послушайте, у нас есть законный статус, мы имеем собственную автономию, которая закреплена законодательно, не надо говорить так. Ну и уже потом переходила на язык культуры и традиции и спрашивала, а вы знаете, что вот у нас есть вот такое, допустим, у вас есть такое, нет. В общем, я как-то пыталась тех, кто нас не любит, ну, собственно, это и делаю до сих пор, наверное, уже больше, чем 20 лет, повернуть лицом к гагаузам, потому что у нас действительно очень красивые традиции, и мы хоть не сильно, но все-таки отличаемся от титульной нации, теми же обычаями, теми же традициями. А слово «сепаратист», к сожалению, сейчас получает второе рождение. Началось, вот казалось мне, что мы какой-то период проживали спокойно, мирно, нас принимали на всех уровнях, мира нас узнал, у меня были блоги, которые читали в разных странах мира. И потом, после этого периода спокойного принятия гагаузов, приходит к власти Ирина Влах, потом приходит Евгения Гуцул, и мы начинаем заново ощущать на себе вот это вот отщепенство, потому что нас продолжают стравливать. То есть те страхи, которые я пережила, сейчас они снова почему-то возрождаются. И в прошлых наших передачах, по-моему, кто-то из молодежи тоже высказал такое ощущение, что нет комфорта, нет спокойствия. А мне всегда было приятно и гордо говорить, что да, я гагаузка, и я этого не стесняюсь. Вот это вторая часть. Ну и последняя, конечно, это язык. Потому что, опять же, пройдя тот период становления Гагаузии, это были 90-е годы, до 2000-х годов, и у нас выросло поколение, мое в том числе, которое не может думать на гагаузском. Я не могу думать на гагаузском. Я абсолютно не только русскоговорящий, русскодумающий человек. Я человек, который был воспитан в основном на русской культуре. И таких много. И для меня это сейчас проблема, которую я пока не вижу, как исправить. Потому что когда в прошлых передачах вот много говорим о том, что все должно начинаться с семьи, мое поколение не в состоянии дать, я своего внука не научу говорить по-гагаузски, потому что я на нем не говорю. Это проблема. Больше того, я прекрасно помню период, когда я работала редактором газеты районной, и мы начали выпускать листок, страницу, полосу на гагаузском языке. И нам звонили и возмущались, и говорили, что
Зачем вы это делаете? Вы тратите площадь на то, что никто не читает. Это были 2000-е, у нас еще не было интернета, то есть газета тогда была единственным средством массовой информации. Вот в Чедырунском районе, газета «Знамя», это была единственная газета. И у нас действительно стали падать тиражи. То есть от нас не отписывались, нас просто не продолжали выписывать. Просто из-за того, что полоса на гагаузском, которую никто не читает, и когда они нам звонили, говорили, вместо того, чтобы писать нам новости или что-то интересное, вы печатаете вот это. И вот эта проблема, которую, к сожалению, даже если мы вспомним выступление экс-спикера экс-спикера Народного собрания у Голи, да, который сказал, что а куда мы пойдем с этим языком? Я вам хочу сказать, что как бы мы радужно тут не говорили, что у гагаузского языка сейчас происходит второе рождение и что у него есть перспективы, к сожалению, нам надо признать, что вот сейчас, здесь, в этом моменте у этого языка нет перспективы, если с этим не начнут делать что-то, не знаю как, но точно не рассчитывать на семью. Это мое сугубо личное мнение, потому что таких, как я, очень много. И вот об этом давайте мы сегодня поговорим, потому что, по-моему, важнее, чем сохранение языка, нет ничего сейчас, на данный момент, потому что, как Константин Петрович сказал в прошлый раз, у нас пропадет гагаузский язык, и мы все просто потеряемся. Спасибо, Ната. Это такой вот авторский взгляд, такой эссе ее на тему состояния гагаузского языка и, в общем-то, на эту тему Гагаузия, что это за автономия. Ну и по традиции у нас эксперты сейчас получают возможности. Мы вас просим, господа эксперты, ответить на вопрос. Гагаузия, что это за автономия в вашем понимании с учетом вот сегодняшних реалий? Господин Нантой, давайте с вас начнем. Да, спасибо, добрый день всем. Слушая вот начало этой передачи, я вспомнил фразу Антуана де Сент-Экзюпери, французский писатель, гуманист. «Все мы родом из детства». И в данном случае я имел в виду, что считаю, что большинство проблем, которые есть в нашем обществе в целом и в гагаузской автономии в том числе, они тянутся из нашего совкового детства. Потому что, когда Советский Союз разваливался, было много эмоций, была повальная неграмотность юридическая, было непонимание, что такое демократия. Я сам был такой, не лучше, не хуже других. Демократию мы воспринимали как право большинства задавить меньшинство. Вот так вот было, да? И, соответственно, одно большинство было в Кишиневе, другое большинство было в Камрате, третье большинство было в Тирасполе. И вот этот наш внутренний раздрай, он наложил свой отпечаток и на основы гагаузской автономии. Здесь я хотел бы обратить внимание на следующий момент. Первое. В Республике Молдова государство не ведет учета своих граждан по этнической принадлежности. У меня нет документа, где было бы написано, кто я. Я гражданин, я плачу налоги, может быть, по глупости, по наивности. Я соблюдаю Конституцию и закон. То есть, да, язык – это уже личный выбор. Да? И когда мы говорим о том, что закладывалось в основе гагаузской автономии, то я считаю, что здесь нужно переосмыслить основы автономии. Да? И опять тот же вопрос, вы свидетельница. Когда мы в 2019 году встречались в парламенте, я задавал вопрос, зачем создана автономия? Да? То есть или какая автономия, или зачем? И поэтому я считаю, что нужно отказаться от поиска врагов, если мы хотим прийти к какому-то общему мнению. Нужно постараться использовать рациональные аргументы, хотя тоже относятся к душе, к культуре, к языку. Это эмоции, это в хорошем смысле слова. И нужно категорически отказаться от агрессии и от лжи. Потому что если здесь или в обществе мы начнем искать друг друга врагов, то это используется в выборных кампаниях, но не приводит к решению проблем. Более того, приводит к усугублению проблем. И я хочу, чтобы дискуссия была не скучной.
Обществу свойственно сохранение и создание и сохранение каких-то стереотипов, клише. То, что кажется нормой, никто не подвергает сомнению. Я считаю, что трехязычие, заложенное в законе от 1994 года, это банальная или большая ложь. Потому что мы видим, что фактически все сводится к утрате родного языка и к изоляции от остальной части общества на основе незнания румынского языка. Я считаю, что один из параметров, который нужно осмыслить, это и деток жалко, которые таскают в ранцах учебники там, и больше часов имеют. Я считаю, что нужно думать о том, как в Гагаузии обеспечить двуязычие в первую очередь. То есть это родной язык, язык бабушки, дедушки, папы, мамы и язык страны. Все остальное в зависимости от необходимости. Спасибо. Мой старший сын когда-то знал 6 языков, младший, более ленивый, только 4. Внучка на 2 говорит. Поэтому... Ленивее и ленивее становится народ, да? Поэтому... У внучки все еще впереди. Спасибо, да, господин я Анатолий. надеюсь, да. И я к тому, что я считаю, что автономию нужно переосмыслить и ответить на вопрос, что это, не столько, что это за автономия, а какая автономия нам нужна, и какое будущее мы хотим дать детям, которые рождаются, живут в этой автономии. Спасибо. Да, иногда меня приглашают рассказывать про мою книгу, и вот задают такой вопрос: а когда было лучше, при Румынии или при Советском Союзе? Я им говорю, что при Республике Молдова, потому что единственный период, когда у гагаузов было и есть автономия, это при Республике Молдова. А это последствия той независимости, которую мы получили в 1991 году. Наверное, все знают, или многие знают, что проект гагаузской автономии был на стол советских чиновников еще 1957 года. Был такой проект, Ион Меньшерюк. А тогда при Советском Союзе не То дали. имеете в виду, как идея была? Не, как прямо проект написанный был. А тогда советские чиновники не дали автономии. Ну, гагаузы получили автономию при Республике Молдова. И какие были две основные идеи этого автономии? Да? Во-первых, превратить кровопролитие. Мы знаем, превратить, да? Предотвратить кровопролитие. И мы знаем, что в октябре 90-го года, когда из Кишинева отправились в Камрате волонтеры в этот поход волонтеров, и тогда хорошо, что не было приднестровского сценария. А второе – это сохранение языка и культуры гагаузов. И из этого у нас делаются выводы, что сейчас является гагаузской автономией. Во-первых, ее используют для конфронтации с Кишиневым. Так что первая цель мы не достигали. Да? А второе в том, что мы сейчас говорим на русском, большинство населения Гагаузии говорит на русском, дети не знают гагаузский язык. И второе основное цель тоже не выполнили. Так что это автономия? Зачем она нужна гагаузам? Что дальше делать? Вот это мы должны найти ответы на эти вопросы. Потому что я точно знаю, что гагаузская автономия не должно быть дальше тот инструмент для гибридной войны против Республики Молдова. Спасибо. Ну и, господин Штефан, я уверена, что здесь есть гагаузы, которые точно знают ответ на вопрос, для чего гагаузам нужна автономия. И я думаю, что в ходе сегодняшней дискуссии мы на этот вопрос, безусловно, через наших участников ответим. Константин Петрович, Константин вопрос Петрович. хочу адресовать вам. Вы стояли у истоков создания Гагаузии. Наверняка некоторые лжепатриоты, когда говорят отцы-основатели, наверняка имеют в виду и вас. Хотелось бы узнать, вы считаете себя
отцом-основателем гагаузской автономии. И хотелось бы, чтобы вы поподробнее высказались о теме нашей сегодняшней дискуссии, которую вы и сами предложили. И почему вы настаивали? Вот это, мне кажется, очень интересно, потому что прошлый выпуск мы разошлись на том, что, Катя, вы ничего не понимаете. Вот мы пригласили вас в студию для того, чтобы не только Катя, Сергей и вся команда Gagos Media, но чтобы мы все, сидящие в этой студии, услышали ваши очень конкретные, можно попросить вас вот до 1 минуты, что такое гагаузская автономия? Ваш ответ. Микрофон, Леонид Федорович. Во-первых, спасибо большое, что вы эту тему подняли. Во-первых. Во-вторых, мне посчастливилось, что возле меня справа сидит мой замечательный земляк, защитник Украины. Сегодня непосредственно участник этой, поэтому для нас, для гагауза, которые еще не созрели, у нас есть младенчество, есть взрослые дети, которые не понимают. Не понимают, где агрессор, а где жертва. По сей день, наверное, мой земляк скажет. Поэтому огромное спасибо, что ты есть. Я тобой горжусь. Я жму твою руку. И пусть все наблюдают. Поэтому теперь проблема. Уважаемые коллеги, нет более острой проблемы, самой трагической проблемы, чем сохранение народа. Я говорю народа. Народа, значит, языка, идентичность. Не будет язык, не будет идентичности, не будет этого народа. Что будет? Население останется. Поэтому сегодня я хотел бы выразиться коротко медицинскими терминами. Гагаузия – это труп. Сегодня, значит, клиническая смерть, душа покидает тело, душа – это идентично. Все, мы не гагаузы, мы русские. Вот. Поэтому удастся ли, я очень сомневаюсь, что нам удастся. Я сомневаюсь, что нам удастся реанимировать эту автономию, сохранить. Она идет к гибели, полностью идет к гибели. Откройте, господа, кто сейчас со мной, откройте интернет. Судьба гагаузского языка, Екатерина, она исчезает, этот язык. Но интернет, откройте, кто не согласен с нами, кто сейчас находится где-то в Камрате, где-то готовится к выборам. Я вспоминаю этого депутата, один раз я был свидетелем этого депутата, встает депутат Народного собрания. Полное невежество, необразованность, как он попал туда. Он не один такой. Поэтому я бы хотел сейчас, у меня есть большие сомнения, я все время, Катя, думаю, как из этой мертвой материи оживить? Как оживить эту мертвую материю? Как достучаться? Думаете, первый раз? Я прекрасно наблюдал за вами в прошлом году, позапрошлом, Тарнавский, Железогла, Жекова, Карамид. Я 4 только ваших знаю, которые... Парадокс. Тарнавский, не будучи гагаузом, значит, он больше думает о гагаузах, чтобы гагаузы развивались. И второй парадокс. Константин Петрович, и это уже говорит о том, что есть гагаузы, которые, потому мы и собираемся здесь, все-таки еще не поздно. Никогда не бывает поздно, если есть воля внутренняя, гражданская, политическая, для того, чтобы что-то сделать, чтобы спасти то, что каждому из нас дорого, душе дорого. Катя, варберла в комратта. Вера Аллама навряд ли. Ама бен с тем, чумя башка. Вы верующие, вы верите в это? Я верю, и я знаю, что мы можем сделать все для того, чтобы гагаузлар силенмесине будиннеден, гагаузларын дили яшасын, енді гагаuz халкы корунсун, кенде ушакларына и оладбойларына дейін. Бұл bizim борджумыз, ben buna inanayım. Простите, пожалуйста, господа эксперты, все, что я сказала, что я верю в то, что гагаузский народ в состоянии сделать что-то, даже тогда, когда мы находимся вот на такой черте, сделать что-то для того, чтобы у народа оставался язык, а у языка был народ. Вы нам Спасибо. надежду даете? Константин Петрович, да. Я думаю, что надежду дают очень многие. У нас сегодня в студии есть и молодые представители. Анна Ивановна, я хотела бы сейчас попросить вас, если можно... Я закончу мысль, если дадите мне слово. Да. Значит, были черные страницы относительно этой темы, об этом нельзя не говорить. Я прошу, все-таки я напомню, я сейчас волнуюсь. Значит, на моих глазах, на глазах всей Гагаузы, всего Камрата произошло. Наш патриарх, все вы знаете, Дионис Ага, так? Человек, профессор, драматург и так далее. Человек номер 1 в Гагаузии.
Он ректор Камрадского университета. И он впервые, он спрашивает меня в нашем селе, здравствуйте, Заман Эйрес, я только не знал, как здороваться правильно. Как вот. Он говорит, иди сюда, Гелбрей. Заман хайролсун. Иди мавшам истинаса, авшам хайролсун. И sabahleyin sabah diyeyim güzel bileceğim. Diyeyim sen isteyin diyeyim uçağını совете götürmeye Gagavuz dilinde diyeyim. Денисов ben bilmiyorum ne uçağını совет. Кости Гелбрей. Сенат. И он начал на гагаузском языке, вел наши заседания. Методично, спокойно. И что вы думаете? 4 председателей райисполкомов, я обещал назвать их. 4, 3 ушли в иной мир, 1 еще ходит, иногда появляется. Они достучали министру образования, Танасоглу занимается национализмом. Заставляет детей, значит, изучать гагаузский язык. И министр показывает жалобу, все-таки председатель райисполкома, еще 4. Председатель Камрадского райисполкома, я называю, вспомните, 95-й, кто был. Председатель Чадарлунского райисполкома, председатель Вулканевского райисполкома и председатель Тараклийского. Вот эти 4 написали, значит, уберите, отстраните Танасогла, он занимается национализмом. Вы представляете, он, учитывая, что корректный человек, он собрал нас, деканов факультета, Денис'e ne sinirlerden söylemedim, biz toplanacaktık burada, ne için sustun şimdi kadar? Yok ben ministerine ettim, yok ben lan gideyim. Вот такие вещи происходили. Теперь, для тех, которые пытаются иногда достучаться до Камрадского университета о национализме, значит, Танасогла Гагауз был отстранен. Рядом проректором кто работает? Орлов, русский. Орлов остался работать, Гагауза отстранили. Как это понять? Как это понять? Лучшего Гагауза, одного патриарха, увольняет. Это было в 95-м году здесь. А как это было? А теперь учителя смотрят нас, наверное, директора школы смотрят сейчас. Я напомню директорам школы, что произошло в 95-м году, как они относились к нас. Идет конференция, августовская конференция. Так всегда собирают все директора школы, весь зал полный. И каждый директор выходит и рассказывает о своих планах. И выходит от Камрадского кто? Ректор, конечно. Танасогла выходит и начинает на гагаузском языке. Очень четко, медленно, всем в зале. Говори по-русски, понимаете? Потом второй опять, тот второй кричит, а он продолжает. Он продолжает на гагаузском, вездевая автономия. Потом он спускается с лестницы, весь белый. Через некоторое время, потом эта жалоба появилась. Вот таким образом. Мы должны знать эту историю. Почему я назвал фамилии этих людей, я назвал этих председателей райисполкома. Сегодня я хочу назвать первых 2. Это команда, не Башкан, это команда Башкана. Значит, Вера Ильична Балова, если сегодня спросить, если она смотрит, Николай Макарович Стоянов, они 12 лет, 15 ведали образованием. Они прекрасно знали, что все предметы читаются только на русском. Гагаузском нет, государственного, они это делали. Как достучаться до них? И им по лампочку. Нет, я предлагаю следующий вариант. Начать судебное преследование. Привлечать их ответственность за то, что они убивают одного человека, а если убивает целый народ. Целый народ. Константин Петрович, я очень хочу и перед началом этого эфира попросила каждого из вас, извините, пожалуйста, мне так хочется, чтобы мы, и эта площадка, я еще раз повторю, для нас, для вас, дорогие участники, для наших зрителей. Гагауз Медиа создала эту площадку для того, чтобы здесь рождались какие-то идеи, которые будут носить очень позитивные и помогут сдвинуть, если даже и с мертвой точки, то, что очень нужно нашему народу, нашей автономии. Поэтому вы, конечно, имеете право высказать свое мнение, но я очень хочу... То есть мы не являемся... Мы не суд устраиваем здесь над личностями. Конечно, вы имеете право говорить о том, что лично вы видели, знаете, и у вас есть своя позиция, но давайте сконцентрируемся на том, что поиски выхода из этой ситуации. Анна Ивановна, я хочу обратиться к вам. Анна Столетняя в нашей студии сегодня... Анна Ивановна очень много, долго, правильнее, наверное, сколько я себя помню и знаю, Министерство образования в Республике Молдова всегда, мне кажется, вопросами гагаузского языка и в образовательной системе страны всегда занималась Анна Ивановна Столетняя. Поэтому мы пригласили вас и очень признательны, что вы здесь в нашей студии.
Как так получилось, Анна Ивановна, что когда не изучался язык в школе, гагаузский, в гагаузских семьях все говорили на гагаузском языке, по улицам можно было услышать голоса гагаузских детей, а стали изучать предмет, и гагаузский язык все дальше и дальше уходил сначала с улиц, потом от семей, и теперь мы говорим о том, что наши дети не говорят на гагаузском. А за это время, за 30 лет, было издано огромное количество книг, учебников, куррикулумов, проводятся олимпиады. Есть все-таки дети 16 лет еще и выше, которые говорят на гагаузском языке. Как так получилось? Можно очень коротко узнать ваше мнение, Анна Ивановна? Прежде всего, я хочу Работает. поблагодарить за приглашение. Я с удовольствием отвечу на вопросы. Автономию я всегда рассматриваю с ракурса языка, потому что я являюсь представителем, который стоял у истоков, я не побоюсь этого слова, реанимирования языка. Но гагаузский язык – парадокс на парадоксе. Объясняю. Когда мы стали реанимировать, когда получила Молдова то, что она получила, и вдруг все языки национальных меньшинств почувствовали, что мы все-таки не развиваемся, мы не развиты. И болгарский, и украинский. Самый развитый язык был русский, потому что, извините, много лет подряд на русский язык весь Советский Союз работал, а остальные языки были ущербны. Но по сравнению с теми двумя языками, болгарским и украинским, мы были на нуле. Я это говорю откровенно. Болгары и украинцы тут диаспора. Они имеют большую родину. Они имеют метрополию. Там, где язык развит, там, где язык годами развивался. Каждый учебный год, я как сегодня это помню, представители с министерства украинского и болгарского выезжали к себе, там, где большая родина их, и привозили оттуда все. Здесь оставалось им только адаптировать. Адаптировать, потому что там в Софии изучают болгарский, а здесь в Тараклии. Вот эта разница была. Что происходило с нами? Мы знаем, что мы письменность получили в конце 50-х годов. Да. Но исчезла письменность. Язык, как вот вы сейчас сказали, он все-таки работал. Мы должны быть благодарны нашим писателям, поэтам, которые, как бы там ни было, они писали, они продолжали писать и явились в конце, в итоге, мостиком с того периода до 80-х, конца 80-х лет. И они как бы, то даже малое количество, которое им удавалось напечатать, это на кириллице было, и они все равно продвигали язык. И мы подвели к 80-м, к концу 80-х гагаузский язык, не полностью исчезнувшим. Вот он был все-таки. Что происходит дальше? Следующий парадокс. Мы, гагаузы, через другой язык стали пробираться, проталкивать и пробирать, и проставлять дорогу, вымещать дорогу к своему языку. А если взять, что гагаузский язык – это тюркская группа языков, а русский язык – это славянская группа языков, то есть полярность. Представьте себе вот эту полярность. И вот идешь, в Вулканештах я вот была, в то время еще. Вот учитель рассказывает на уроке. Ребята, вот это называется тенджере. Тенджере – это кастрюля. Тенджере – капавар. Вар йок лав. И скажите мне, пожалуйста, дети в 5 классе, в 3, 4, может ли из этого потока выбрать то слово, которое определяет его язык? Нет, конечно. Нет. Вот поэтому вот тут смешание получилось. Мы, если бы, вот как говорил, господин Таушенджи вспомнился мне, как говорил наш аксакал, глубоко уважаемый Дионис Николаевич, он тогда сказал правильные вещи. Надо рубить сразу.
перестраивать линии так, чтобы дети видели гагаузский язык в письме, в чтении, в говорении, в слушании, вот этих 4 направлениях, без дополнительных языков. А что это предполагало? А что Это предполагало, надо было открывать классы. Наверное, он и сейчас не поймет нас, что мы, гагаузы, 30 лет, имея письменность, имея какую-то подготовку предварительную к языку, и не имеем классов. Не имеем классов. Тут опять-таки очень много проблем. Проблема в том, для того, чтобы вести класс, нам надо иметь предметников. А когда мы начинали в 80-е годы, ведь гагаузский язык был как факультатив. Так вот, нам пришлось, 5 женщин нас было, обошли мы все школы Гагаузии для того, чтобы доказать, показать, что у нас есть свой язык. Надо на нем говорить. Школы. И там было очень большое сопротивление. Ну, тогда было понятно, школа. А как выражалось это сопротивление двумя словами? Сейчас скажу. Дело в том, что в то время специально подготовленных людей по гагаузскому языку в принципе не было. И с высшим образованием гагаузов тоже мало было. Очень, очень мало. И в основном все директора были приезжие. Те, которые, когда там 25 тысяч было, или еще какие-то вещи были. Вот тут мы чувствовали сопротивление. Коллектив не хотел принимать для них как будто бы чужой язык. Но все-таки нам удалось тогда переломить ситуацию, и тогда гагаузский язык стал предметом изучения в школах с 3-часовым обозначением. 3 часа в неделю. И тогда очень шикарную вещь сказал Иван Федорович Константиноглу. Вот такие люди, как Иван Федорович Константиноглу, и такие, как он. А он не писал, он не писатель, он как будто вот в стороне воин, но он всегда присутствовал везде. И вот его шикарная фраза. Если мы гагаузский язык сумеем расположить в школы и дадим гагаузский язык в руки детей, гагаузский язык сохранится. Это не случилось. Это Анна нельзя Ивановна, сказать так. Да. Нельзя так сказать. То есть это случилось отчасти. Мы продолжим разговор. Анна Ивановна, спасибо большое за такой экскурс в историю, как это было, потому что, мне кажется, это на самом деле очень важно. Другое дело, что мы сегодня и хотим, знаете, вот чувствую себя сейчас, мы с Сергеем знаем, как мы хотим эту дискуссию повести, но в то же время, такие ценные моменты, о которых вы говорите, нельзя мимо них проходить, потому что такое ощущение, что об этом никто и не говорит. И как будто уже не видят в этом ценности, а может быть, в этих истоках разобравшись, мы с вами правильно определим, в чем были ошибки и как двигаться надо. Я хочу передать слово Елене Федоровне для того, чтобы она рассказала, как обстоят дела с гагаузским языком в школе, так как Елена Федоровна является учителем гагаузского языка. И почему Елена Федоровна все больше детей выбирает все-таки болгарский, а не гагаузский язык. Вы знаете, я была среди тех счастливых детей, которые стали первыми изучать гагаузский язык как факультатив в конце 80-х годов. Я из тех счастливых людей, молодых людей, которые обучались в Кагульском педагогическом училище и получали профессию учителя начальных классов с правом преподавания гагаузского языка. Я из тех счастливых людей, который пришел в школу в 1994 году и стал преподавать гагаузский язык. То есть я с момента основания автономии преподаю гагаузский язык в школе. И, конечно, все те процессы, которые происходят, я видела изнутри. Тогда, в 1994 году, когда я впервые перешла порог школы и стала преподавать гагаузский язык детям, ученикам начальных классов, в школе было всего лишь 1 или 2 ученика, которые не знали гагаузский язык. И это были дети из смешанных семей, где один из родителей не был по национальности гагаузом. Все остальные дети прекрасно знали гагаузский язык. И все те учебники, все те куррикулумы, которые разрабатывались, они были по силу нашим детям. В 2017 году, когда я уже была депутатом Народного собрания Гагаузии, продолжала преподавать гагаузский язык,
Тогда мы вместе с моими коллегами, с Екатериной Федоровной, с Михаилом Николаевичем, нас поддерживал Александр Григорьевич, мы стали писать закон о расширении сферы применения гагаузского языка. Почему возникла необходимость? Вот уже в 2017 году в школу поступили дети, в классе всего лишь 1-2 ученика ребенка говорили на гагаузском языке, а все остальные гагаузским языком не владели. Поэтому мы и взялись и стали работать над этим документом. Думая над тем, почему это получилось, я вывожу три важных момента. Первый. Потому что еще с советских времен сохранилась такая установка, что если ребенок говорит на русском языке, то этот ребенок сможет себя лучше реализовать в жизни. И родители, пытаясь дать лучшее будущее своему ребенку, стали говорить со своим ребенком на русском языке. И говорили о том, что гагаузский он выучит на улице. Но, к сожалению, так выучить на улице говорили все. Да. И почему это не случилось на улице научиться гагаузскому языку? Потому что появился интернет, появились компьютеры, появились самые разные гаджеты. Дети практически перестали играть на улице так, как мы играли в нашем детстве. Вот эта возможность перенять гагаузский язык на улице, она исчезла. Дети стали просматривать контент на русском языке в основном. Это мультфильмы, это фильмы, это что-то другое. И гагаузский язык стал вот потихонечку отдаляться от семьи, от ребенка. Второй очень важный момент, третий, уже важный момент, вот здесь должны были сыграть власти, автономии, исполнительный комитет, Башкан Гагаузии, Народное собрание Гагаузии. И должны были сыграть именно вот ту роль, о которой говорил Константин Петрович. Они должны были показать, что времена изменились, что сегодня не только важно, сегодня ценно говорить на нашем родном языке, что именно наш родной язык – это то, что показывает нашу индивидуальность, нашу уникальность, нашу самобытность, что сегодня автономия есть только потому, что есть этот язык, исчезнет народ, и, соответственно, не будет и автономии. Вот таким образом я изнутри, как преподаватель, смотрела на все это и вижу только выход один. Чтобы к власти в автономии пришли такие люди, как Дионис Танасоглу. Чтобы такими стали Башкан, чтобы такими людьми стали депутаты Народного собрания Гагаузии, чтобы такими людьми стали члены исполнительного комитета. Если гагаузский язык станет рабочим языком у нас в автономии, если он и стоит мы говорили о том, что 3 языка у нас в автономии, да? Но, к сожалению, гагаузский 3-й в этом списке, и он за эти 30 лет совсем не продвинулся. Вот он остался 3-м, и да, в законе сказано, все 3 языка можем использовать. Но если мы не продвинем гагаузский язык на первые позиции, ничего не изменится. Не хочу быть пессимистом. Хочу верить, что все еще можно повернуть и вернуть. Так, ну и теперь Замечательно. хотелось обратиться к нашим депутатам. Господин Железоглу. Михаил Николаевич, вы знаете, если можно, Сергей, я вот сейчас слушала Лену Федоровну, а до этого так замечательно говорили о Танасоглу и Константин Петрович, и Анна Ивановна. Михаил Николаевич, смотрите, какая-то такая связь, да? Денис Танасоглу родом из Керетлунги, который так болел, горел, что называется, да? А мы с господином Константиновым, артистом Гагаузского национального театра, для меня вы всегда директор Гагаузского национального театра, так знали лично Дениса Николаевича, Дениса Ага. И закон о языке, то есть тогда Денис Николаевич начинал, а закон о расширении сферы применения гагаузского языка, чтобы спасти и установить фонд о спасении гагаузского языка, автором был тоже уроженец и депутат Народного собрания Гагаузии из Керетлунги. Вот такая связь. Михаил Николаевич, Да, видимо, Керетлунга особой любовью расположена к гагаузскому языку, коль так получилось, что мы объединились для создания этого закона и принятия. Вам слово, и мы хотели попросить вас ответить на такой вопрос. А как так получается, что в законе, в котором вы были автором, четко прописано, что 60% всех мероприятий, которые проводят официальные лица автономии, это и депутаты, это и исполнительный комитет, это и местные органы власти, должны быть на гагаузском языке, и этого требования не придерживается как минимум исполком, Народное собрание. То есть законодатели принимают, потом не контролируют, как выполняются законы, сами нарушают. И что это за модель отношения к главному инструменту жизни автономии, к гагаузскому языку? Да, спасибо. Всех рад приветствовать.
Вначале, наверное, отвечу на ваш вопрос, чтобы не забыть. Потом я хотел бы свое видение, что такое автономия с учетом заявленной темы. Что касается вот не только этого положения, которое вот прописано по 6%, это прописано, вы знаете, и по тем мероприятиям, которые проводятся на уровне автономии, региональные праздники и так далее. Это все не выполняется. Закон, который мы тогда сами инициировали, и, слава богу, депутаты поддержали, мы приняли, по большей части все положения и нормы этого закона не выполняются. Мы обычно заслушиваем как депутат отчет ежегодно, но и мы высказывали свою точку зрения, что закон, отчет не должен, значит, заключаться только в том, сколько количество книг издано. Сама цель самого закона была это расширение сферы гагаузского языка, поднятие престижа и чтобы создать языковую среду. К сожалению, все остальные положения не выполняются, потому что там прописано и как используется язык в публичной сфере, в театре, в школах, в Камрадском госпитале. К сожалению, это не исполняется, и в этом, конечно, вина, в первую очередь, в соответствии с законом, реализацией закона занимается исполнительный комитет. Ну, естественно, что Народное собрание тоже, потому что оно должно контролировать. Поэтому, к сожалению, этот закон в этой части не работает, поэтому отчеты о количестве книг никоим образом не спасают гагаузский язык. Наоборот, это создает видимость того, что якобы у нас гагаузский язык живет. Мы часто слышим громкие лозунги наших политиков об идентичности, что у наши дети знают 4 языка, что у нас все прекрасно. На самом деле это мнимая реальность. Проблема деньги расходуются? Намного больше. К сожалению, да, упор делается только на деньги. Вопрос не только в этом. Вопрос, чтобы у нас получилось, как Анна Ивановна сказала, хотели, чтобы язык пришел в школу. Да, он, может, пришел как язык, предмет, но он ушел с публичной сферы, он ушел со школы, дети не общаются между собой, к сожалению. И что касается вот заявленной темы, я хочу сказать, что это очень важная и такая целеполагающая тема, целеполагающий вопрос. И если бы с первого дня по сегодняшний день все наши руководители автономии, начиная от Башкан, член исполкома, депутаты, примары, советники, все руководители учреждений, организаций задавались бы этим вопросом и отвечали то, как оно прописано в законе, я думаю, что у нас Гагаузия совсем иначе развивалась бы. Я хотел бы напомнить, что в законе об особом правовом статусе Гагаузии четко прописана цель. И в этом смысле, я думаю, что абсолютно не нужно закон переосмысливать. В законе четко прописано, что целью создания автономии является сохранение самобытности Гагаузии, сохранение языка, культуры, обеспечение политической самостоятельности и экономической самостоятельности. Вот я считаю, что это вот 3 столпа, на которых должна была держаться автономия. Но здесь первичным, фундаментальным является, конечно же, язык. Мы все это понимаем, потому что в том же законе и в уложении у нас, и в законе о особом правовом статусе прописано, что носителем статуса Гагаузии, носителем экономической и политической самостоятельности является народ. Поэтому есть язык, есть народ, есть автономия. Нету языка, нет народа и не может быть автономии, не может политической, экономической самостоятельности быть. Поэтому, к сожалению, как не больно говорить, но если такая ситуация будет продолжаться, то действительно на этой территории будет население, но не будет гагаузского народа, который компактно проживает. И хочу сказать, что вот мое мнение, твердое убеждение, что Гагаузия огромный нереализованный потенциал. Но у нас, к сожалению, остается очень мало времени. Я считаю, что максимум 15-20 лет, чтобы эту ситуацию изменить. И здесь действия властей, исполнительного комитета, примаров, советников, они тоже не должны уходить в сторону. Эти действия должны приниматься не локально, не эпизодически от случая к случаю, от праздника к празднику. Они должны носить комплексный, системный и широкий характер. В противном случае нас ждет, вот, как было сказано, к сожалению, исчезновение. И я бы уже ставил вопрос, мы когда готовили закон, помните, тогда было предложено, чтобы закон назывался «О спасении гагаузского языка».
Сегодня я считаю, что мы должны говорить о спасении гагаузского народа, потому что мы понимаем, что носитель языка – это является представитель народ, народа. И маленький уточняющий вопрос. Потом, если можно, с учетом нашего времени, я хотел бы еще вот Конечно, про нереализованную политическую самостоятельность, как понимается, и экономическую. А мы об этом говорим. В этой да, части да, да. тоже. Я прошу прощения, коротко, Спасибо. господин Железогов, хочу вопрос вам задать. Депутаты на заседаниях Народного собрания не говорят на гагаузском языке, потому что они его не знают, либо боятся, что они будут смешно выглядеть, потому что, знают часть слов на гагаузском языке, очень сложно перевести на гагаузский язык. Практически там все гагаузы. В свое время, вот когда Екатерина Федоровна брала, Елена Федоровна, мы все пытались говорить, поддерживать. Большинство, я не могу сказать причину, почему они не говорят. Я неоднократно говорил с председателями, с рядом депутатами, чтобы они поддерживали, включались в это. Потому что даже на самом заседании, если каждый депутат хотя бы по минуте, по две говорил бы, это уже почти 30-40 минут звучала бы гагаузская речь. Да. Но мы не должны акцентировать внимание здесь, тоже внимание, только на том, говорят или не говорят депутаты. Более важное – это в населенных пунктах, это работа в том числе примарий советников, потому что депутатам не подчиняются ни руководители этих домов культуры, ни директора школ, а именно оттуда нужно начать, детских садов. Поэтому, к сожалению, мне кажется, весь этот период примары, советники всегда остаются в стороне от решения этой проблемы. Даже если пройдете по населенным пунктам, вы не увидите ни одной вывески на гагаузском языке. Даже визуализации гагаузского нет, в окружении нет. Ребенок не может увидеть, тем более услышать. Спасибо. Для того, чтобы узнать, наверное, Михаил Николаевич говорит, надо в села. Селами, как раз с детьми, очень часто работает, особенно с 2018 года, как я понимаю, но театр и раньше делал эти выездные спектакли, показы в селах и городах. Я хотела бы буквально очень коротко, Михаил Дмитриевич, на каком языке театральные спектакли больше востребованы? В Гагаузии? На русском, на гагаузском. Какая аудитория больше воспринимает гагаузский язык и где? В городах, селах? Честно скажу, что более востребованы просят на русском языке, но мы выступаем перед зрителем, перед детьми, перед взрослым зрителем 90% на гагаузском языке и где-то 10% на русском языке. Вот где выполняют закон. Мы вспоминали моего педагога Диониса Николаевича Танасоглу. Я хотел бы сказать его слово. Он говорил: «Театр сусхалк, оюлюбер халк». Почему он так говорил? Народ без театра – это мертвый народ. Почему он так говорил? Потому что в театральном искусстве есть слово. Это очень важно для сохранения языка, родного языка. Что я хотел бы сказать во всеуслышание. В каждой новообразованной автономии в первую очередь уделяют внимание театру. Я это интересовался в интернете, когда после Октябрьской революции образовывались автономные республики и республиканские республики, в первую очередь открывали национальные театры. И всевозможные соответствующие условия создавали для работы и для развития театра. К сожалению, у нас в автономии этого не произошло. Автономия образовалась в 1994 году, а в 1997 году, в конце года, был открыт первый и единственный в мире Гагаузский национальный театр. Но я скажу, это мое мнение, что театр был открыт не для того, чтобы развивался, а для того, чтобы была галочка. Потому что первый день открыли, а на второй день забыли. Почему? Потому что всем властям Гагаузии все эти годы им было не до театра. Не до театра, потому что тогда с открытия нам выделили 2,5 комнаты, коридор,
и лестничная площадка общей площадью 172 квадратных метра. И вот мы до сих пор базируемся вот в этих 172 квадратных метрах. Это единственный в мире Гагаузский национальный театр. Все наши обращения к властям, чтобы начинали, хотя бы начинали, чекидан иш улармыш, чтобы начинали создавать материально-техническую базу, к сожалению, все наши обращения, просьбы игнорировались. И вот очень важен тот момент, кто у нас будет будущий Башкан, потому что все зависит от первого лица. Ну почему вы так считаете? Вот Почему? просто интересно, я не в первый раз слышу, чтобы жители автономии, говоря вот об этих вопросах и проблемах, честно, мы с Леной Федоровной недавно были тоже свидетелями одного такого разговора, когда все зависит от Башкана. Почему? Вот интересно. Мне посчастливилось познакомиться и поговорить с выдающимся театроведом, профессором Геннадием Георгиевичем Дадамяном, когда я был на форуме, театральном форуме в Казани, в Татарстане в 2014 году. Так вот, он сказал: кто у вас первое лицо? Я говорю: Башкан. Если ваш Башкан будет любить свой народ, тогда будет поддержка театру. Если не будет любить, тогда не ждите поддержки. Не помогут и депутаты, и все. Спасибо. Михаил Дмитриевич, я думаю, что если будет Башкан, который любит свой народ, тогда у гагаузского народа на сегодня не было бы этих проблем. Собственно говоря, многие проблемы были бы решены. Почему? Потому что мы с вами сегодня говорим о том, что теряется стержень, уходит из-под ног то, что не может уйти, потому что мы сохранимся как народ только тогда, когда будет живая гагаузская речь, звучать, жить у людей старшего возраста, у детей и прочее. Поэтому, ну да, надо искать хорошего Башкана. Господин Нантой. Вот, Михаила Николаевича я поддержу. Именно для изучения и сохранения гагаузского языка надо начинать с детских садов. Вот если бы в каждой группе одна воспитательница разговаривала бы с детьми, занятия проводила бы, играла бы только на гагаузском языке, а вторая воспитательница там на русском, на государственном языке, тогда дети знали бы, вот с Марьей Ивановной надо говорить только на гагаузском языке. И с 2 лет до 7 лет они максимально знали бы свой родной как язык. Просто. И они были бы готовы уже к школе. Как просто, очень коротко вы просите слово. Очень хочу господин. коротко. Извините, пожалуйста, я очень хочу защитить дошкольное образование. Вы сами проговаривали все наши занятия по гагаузскому языку, компакт-диск. Помните? Помните. Так вот, это ведется. Ведется день гагаузского языка и день румынского языка. Остальные все эти занятия идут на русском, потому что язык обучения остается. Русский, да. Более того, мы придумали, что когда день гагаузского языка, дети все в желтых шарфиках, учитель также, или воспитатель. Голубых – это румынский язык. И вот когда уже учителя рассказывают, когда приходит в желтом шарфике учитель или это, вот уже все дети знают, что будет занятие по гагаузскому языку. Так что эта работа ведется. Другой разговор, что их надо правильно вести. И опять-таки зависит от Башкана. И опять я поддерживаю это, что все зависит от головы. Как правильно расставит акценты Башкан, так дальше и пойдет. Один маленький пример, я заканчиваю. В свое время эта проблема все время стояла. Она кричала, эта проблема. И я осмелилась, поговорили мы с Иваном Федоровичем, и я пошла к первому лицу. И говорю, вот так и так, помогите, вот тут нет, тут не звучит, там не срастается. Он сказал, пусть лучше учат русский язык. Вы меня извините. Вы говорили с Башканом? Это был Башкан. Хорошо. Смотрите, дорогие участники, как нам быть? Я понимаю, что каждый хочет комментировать. У нас еще есть и другие темы, которые, естественно, мы хотим обсудить еще в этой студии. Господин Нантой, очень коротко, мы вас, экспертов, не можем. Буду краток. Пожалуйста. Я родился в Украине. В нашем селе не было ни одного украинца, но я в школе выучил украинский язык. И когда в 1965 году я приехал в Кишинев поступать в политех,
и увидел, как владеют молдавским языком те, которые учились в школе молдавский язык, это было смешно. Да? Они не владели над языком буквально издевались. Поэтому, когда мы говорим о преподавании в школах, это уровень должен быть обеспечен. Это обязательно должны быть предметы с преподаванием на гагаузском языке. В автономии должна быть гагаузскоязычная среда. Язык должен быть модным для молодых, крутым для молодых. И, конечно, рыба портится с головы. Башка вместо того, чтобы фотографироваться с Путиным, должна заботиться о сохранении души, культуры, идентичности народа. Потому что ключевое слово – идентичность. Да? Идентичность не нуждается в том, чтобы искать поддержки там, где-то там за бугром. Так что это комплексный вопрос. И я все-таки считаю, что вот родственники у меня появились в Тирольской автономии, да, и ребенок идет в садик. Не в школу, а в садик. И 2 воспитательницы, дети к одной обращаются только на итальянском, получают ответ, к другой только на немецком и получает ответ. И обе няни нативные носители языка. То есть это не искусственный и выученный язык. Поэтому когда-нибудь в автономии будут выборы. Если у народа болит душа, то эта боль должна превратиться в качество народных избранников. Спасибо. И с вашего позволения завершим эту часть нашей дискуссии. Я только хочу преподавателю и одновременно очень большому гражданскому активисту, советнику сельского совета Казакли задать один вопрос. Поскольку Алена Момот из Казакли, скажите, пожалуйста, язык, среда звучания в Казакли сейчас, вот на данный момент, какая? Как в одном из сел, о которых мы говорим? Ну, я из села, которое коренное, чисто гагаузское село. Оно всегда находилось на первом месте по говорению на языке. Я очень помню вашу инициативу. Я была молодым специалистом, пришла в школу, и первый год Анна, столетняя, подошла к нашему директору с предложением открыть гагаузский класс. Какой ответ вы тогда получили? Да, какой? Да, отрицательный ответ был. Это был, да, я очень четко помню, как мы обсуждали, я молодой специалист на педсовете, вот нам предлагали и говорили о бесперспективности языка. Действительно, ситуация уже тяжелая, и у нас тоже. Мы всегда выпускали очень хороших детей, которые говорят на чисто красивом гагаузском языке. Но сейчас мы имеем на данный момент первоклассников, среди которых почти 70% не говорит. Это ужасно. И это показатель того, о чем говорил Константин Таушамджи. Мы находимся на стадии, когда его нужно реанимировать. И мое мнение, здесь нужно работать прежде всего представителям власти, которых мы избрали. Своим личным примером. Народ всегда следует примеру. Должны говорить на гагаузском языке. Все, начиная от Башкана, должны делать наши депутаты законы на гагаузском языке. Закон о спасении гагаузского языка. Почему он, текст, сделан на русском языке? Почему он не сделан на гагаузском? Как мы можем говорить дальше, чтобы кто-то где-то его продвигал? И второй аспект, на что бы я хотела обратить внимание. Вы знаете, что очень много наших уроженцев находятся за границей. Они хотят, тоскуют по родине, хотят говорить на гагаузском, хотят учить своих детей. У нас работает прекрасный НИЦ. У нас приезжают летом эти люди, они говорят, где можно купить книгу на гагаузском языке? Нигде, а миллионы были вложены в издание книг. Я ни одной книги не могу отправить куда-то, за исключением журналов нашей Гюллю. Нету в свободном доступе ни одной книги. Те писатели, писательницы, которые публикуются, они не имеют возможности в широком доступе. Нету, покажите, один магазин есть? Нету. Я хочу подарить своей сестре, которая находится за границей, книгу. Своему брату, который с детьми, находясь за границей, говорит на гагаузском языке. Я не могу это сделать. Все через государственные фонды. Поэтому я считаю, что обратить на это внимание очень тоже нужно. Это очень действительно такой важный инструмент, который продвигал бы культуру и помогал бы сохранять язык. Ну и третий нюанс, конечно, все должны говорить на гагаузском. И мы тоже на местных советах. Я вам хочу сказать, что когда не на камеру, на заседаниях, мы действительно говорим на гагаузском языке, потому что у нас все большинство моего возраста. Они все знают язык.
Да. Все знают. Да, а когда доходим до камеры, почему-то все переходим на русский язык, потому что слово «закон» никто не знает, Да. статья как будет и тому подобное. Но откуда мы это будем знать, когда у нас нет практики использования? А у нас есть орган законодательный, который должен это продвигать на высоком уровне и должны нам отправлять директивы на гагаузском языке. Я не думаю, что мы бы не разобрались, все бы разобрались. Спасибо. Спасибо. Мы хотим завершить о языке, но у нас господин Штефан просит слова как эксперт. Очень коротко. Да, Константин Петрович, пожалуйста. Давайте я хочу публично обратиться к начальнику управления Гагаузии. К сожалению, Какого она толком не знает гагаузского языка. Начальник управления образования, значит, я думаю, она научится, конечно, скоро будет знать. Ей вот такая просьба. Можно ли с 1 сентября сразу 3 дисциплины – история, география и физвоспитание – перевести сразу на гагаузский язык? Если они скажут, Учебники по математике есть изданные во времена Танасоглы. Можно перевести? мы говорим о бытовом языке. Если кто-то скажет, что нет такого преподавателя, я готов. Я готов читать им географию или историю на гагаузском языке. Я читал, у меня были турки и наши на 2 языках. И тогда пойдет. Мы одновременно будем учиться этому языку и преподавать вот эти 3 языка. Она услышала, если нет, я письменно напишу ей и министру образования. Хорошо. Поэтому есть у меня несколько документов, кто-то говорит, Таушинжа, а ты что сделал? Дорогие мои, те, которые хотят мой адрес, я хотел ваши глаза открыть, управление образованием. Я столько писем писал. Вот последние два документа я привез с собой. На имя президенту страны, парламент написал, Ирина Влах. И отписка уже. 3 бумаги на Ирина Влах. Но она слепая, она не видит. Это не оскорбление. Дело в том, что она сама это сказала, когда она посетила автономию Тирол Италии. Она говорит нашему университету, секунду, вырежьте вот он. Значит, она собрала всех студентов в перерыве, и все окружили ее. Я только что приехала с автономии Тирол Италии. Вы знаете, у меня глаза открылись. Я помню эти слова. Я даже статью хотел написать. У нее глаза открылись. Эти студенты знают 3 языка. Они свой родной язык знают, они итальянский знают, они еще английский знают. 3 языка. И нужно было, она 8 лет с закрытыми глазами. Поэтому, когда говорите народ, очень правильно сказано. Кто-то сказал лидер. Первое лицо. Историю делает, друзья мои, историю делает не народ. Историю дает личности. Есть один Танасогла личность. Кто-то один, Сингапур, кто победил? Ли Куан Ю. Личность. Поэтому нам надо найти этих личностей. Я уже предложил начальнику образования один вариант. Начинать с 1 сентября. Вас услышали, Константин Петрович. Мы хотим завершить... Очень коротко. Да. Очень хочется сказать. Елена Федоровна, тогда ответьте, пожалуйста, сначала на вопрос. Да. Почему мы сегодня работаем на русском языке? Во-первых, мы сегодня работаем на русском языке для того, чтобы наши вопросы были понятны не только жителям Гагаузии. Мы все-таки надеемся, что жители Гагаузии смотрят нас и поняли бы нас и на гагаузском языке. Но так как эта проблема уже давно вышла за рамки нашей автономии, мы сегодня говорим на русском языке. Я хочу обратиться к нашим депутатам Народного собрания Гагаузии, к следующему созыву. В 2017 год закон о расширении сферы применения гагаузского языка. Все то, что мы сегодня здесь говорим и обсуждаем, все это было заложено в этот закон. И увеличение количества предметов, которые читаются на гагаузском языке. Все было пошагово сделано, проведены курсы, и 2 предмета еще переведены в начальной школе и преподаются на гагаузском языке. Изобразительное искусство и технологическое воспитание. Только нужно проверять, насколько качественно все это делается. И по поводу детских садов. Мне кажется, что у нас была замечательнейшая инициатива, но как она реализуется, мы сегодня не знаем. Мы предлагали что? Мы предлагали, чтобы все организационные моменты в детском саду, начиная с приема ребенка в детский сад, заман хайролсун, гечинус, отурнус, алныс елinize калеме, гадин отурджис имя, тянянда чанак, тянянда кашек. Если бы все это в детском саду каждый день проговаривалось бы на гагаузском языке, то дети выходили бы из детского сада уже на очень хорошем уровне, владея гагаузским языком. Это первый момент. И второй, очень маленький. Дети могут приходить в школу, не зная гагаузский язык, и мы, как школа, обязаны их научить гагаузскому языку. Но, к сожалению, создалась... Так как первые лица не промовируют гагаузский язык, не продвигают его и не видят в нем огромной ценности, это считывают все жители нашей автономии. И когда вот из тех 4 языков, которые
которые изучают наши дети. Родители начинают думать о том, что румынский язык нужно учить, потому что мы живем в Молдове. Конечно, английский нужно, он открывает нашим детям такие возможности. Русский, да, потому что все предметы преподаются на русском языке. А вот гагаузский, вот в нем проблема. Вот его не было, нашим детям было бы легче. Но сложности есть со всеми предметами. И с математикой, и с физикой. Но почему-то проблему наши родители видят в гагаузском языке. И, повторюсь, видят потому, что как главную цель, как главную ценность не видят власти автономии. Спасибо. Спасибо огромное. Константин Петрович, Первая пожалуйста, причина – Константин Петрович. политическая воля. Господа, история нас учит, что румыны приехали за 24 часа, все на румынском. Политическая Мой воля отец главная, свободно да. знает. Русские пришли 24 часа, все на русском. И мы начинаем спрашивать другое, третье. Политическая воля. Политическая воля. Нельзя не согласиться. Политическая воля действительно решила бы очень многие вопросы. Вы завершаете эту быстро. нашу часть Насчет личности, дискуссии. чтобы не искали потом гагаузов нового Сталина, поэтому лучше без личности. Я слышал очень часто, что говорится про Южного Тирола. Да, вот Южный Тироль, Южный Тироль. А мне кажется, что лучший пример – это Ирландия. Ирландия, да, потому что там тоже именно вот такое случай было, что родители ирландские специально делали так, чтобы их дети разговаривали на английском, потому что это был элитный. И сейчас получается, что только 5% населения Ирландии знает кельтийский или кельтский язык. Поэтому сейчас, поскольку я знаю, там ведется очень такая большие усилия для того, чтобы снова дети учат в школе и этот кельтский язык. Так что я думаю, что, может быть, этот лучше пример, чем Тирол, потому что там все равно немецкий, который как бы существует как язык Германии, Австрии и других, ну, и Лихтенштейн там. И Спасибо. Поэтому, может быть... Спасибо. Конечно, можем говорить еще о языке. Я понимаю, что каждый из вас еще хотел бы высказаться, но мы с Сергеем так продумали, что вот мы закончили то, что мы хотели обсуждать по языку, но если у участников именно по языку есть желание высказаться, те, которые еще не высказались, то мы, конечно, каждому из вас эту возможность предоставим. Пожалуйста. Среди нас замечательный... Анна Ивановна, вы высказывались, да, мы передаем молодому человеку. Извините, пожалуйста, мы должны двигаться вперед, у нас еще есть нужно... Да, у нас вот такие молодые гражданские активисты. Артем, пожалуйста, что вы хотите сказать относительно языка? Спасибо большое за предложение. Я как представитель молодежи хотел бы сказать, что да, я полностью поддерживаю инициативу про внедрение языка в садики, в школы. Это реально очень важно, я это понимаю. Но дополнительно, вот господин Нантой правильно подметил, язык должен быть модным, язык должен быть крутым. То есть и еще господин Нантой сказал, что у народа должна болеть душа. И я вам скажу, что у большинства молодежи не болит душа по языку. То есть нам нужно сделать язык интересным. И это нужно делать молодежными способами. То есть средства массовой информации, инфлюенсеры, интернет. Вот, я хотел сказать это. Это очень важно, потому что мы живем в эпоху, когда мы просыпаемся с телефоном в руках и засыпаем с телефоном в руках. Вот, я хотел сказать это. Я бы еще хотел бы добавить, что те люди, которые наверняка жили в городе, помнят, когда человек приезжал с села и говорил с гагаузским акцентом на русском языке, это вызывало у многих смех. И поэтому ребята, которые приезжали с села, старались красиво высказываться на русском языке. Это тоже, я думаю, что одна из таких вот важных моментов. Хэштег какой-то там гагауз. В общем, идеи есть, да, с хэштега начнем. Есть еще желающие сказать свое мнение? Если нет, то мы здесь делаем небольшую паузу для наших зрителей. Мы говорим о том, что в эфире, дорогие друзья, Freedom Life, и мы сегодня обсуждаем такую тему Гагаузия, что это за автономия. Для тех, кто только сейчас к нам присоединился, мы предлагаем вам подписаться на наш канал для того, чтобы не пропускать вот такие хорошие дискуссии, как сегодняшняя здесь в нашей студии. И продолжаем мы наш эфир. Мы переключаемся чуточку на другую тему, но все о том же. Не на другую тему, а на другое обсуждение, но все о том же, да? Все о Гагаузии же. У нас подготовлено одно видео. Давайте посмотрим, а потом и поговорим об этом. Кто на самом деле первый подмял под себя автономию
де-факто это был Воронин. Он настолько сильно контролировал через Башкана всю ситуацию, что эта автономия стала формальностью. Но потом были Башканы не от партии но потом коммунистов. уже был господин Фурмузал, который он был более, мы с ним просто были в одном правительстве, и он был очень энергичным в этом отношении. Он отстаивал, да, позиции Гагаузии? Не нужно было отстаивать. Вы знаете, не было никакого противостояния. Вот я вам дам какие-то примеры. Например, в Чедерлунге, когда построили вот эту больницу большую, там нужно было закупить какое-то оборудование, и не хватало денег. И просто Башкан сказал, что вот нужны деньги. Сказал на заседании правительства? По-моему, это было официально сказано на заседании правительства, но я помню, что разговор был на уровне премьера в кабинете. Это было неофициально. Сказал, что нужны деньги, что надо завершить, там, по-моему, 10 или 20 миллионов. И ему выделили эти деньги из государственного бюджета, из резервного фонда. Мы закупили все это оборудование. Потом мы с Филатом приезжали сюда, куда это все открывалось. И это все очень хорошо работало. Это вы к тому, что был диалог и была какая-то... Если есть диалог, если есть общение, всегда можно чего-то добиться. Абсолютно. Я считаю, не берусь говорить, что я прав, не сумели воспользоваться тем, что дали автономию. Понимаете, бить себя в грудь, кричать. Да, может быть, центр часто бывал неправ, но для этого существует дипломатия, тонкости разные, формы. Не обязательно кричать, можно договориться, где-то уступить ты, где-то он. Ну, так в мире делается. Но когда мы ругаем кого-то, собирается больше людей. Когда мы хвалим, половины даже нет. И за счет этого поднимает всех людей. Вот, обижает Гагаузию. То, что есть Гагаузия, я думаю, это достойно благодарности. Я считаю, что сегодня не на митинге решается вопрос. Вопрос сегодня митинг не решит вопрос нам сегодня. И там и людей не было много сказать, чтобы там подняли 5-6 тысяч людей, да, и как сделали какой-то резонанс, что вот столько людей пришло, и их волнует сегодня этот вопрос. Вопрос сегодня волнует, но мы сегодня, говорю, надо найти диалог. И кое-кто говорил на митинге о диалоге. Там кто-то там сказал, что нужно, но с нами не хотят говорить. Так и мы не хотим говорить. Получается, не только с нами не хотят говорить. Мы сегодня пытаемся делать все, что угодно, но чтобы тоже, типа, наша хата с края проведем, как мы считаем нужным. Но а так не бывает. Я же говорю, без диалога сегодня опять же будет решение суда, опять это все опротестуется, опять у нас будет его Башкана, его председателя, и мы выборы так не проведем. Я хотел бы следующий вопрос задать, Иван, вам. Смотрят ли гагаузы, которые проживают на Украине, на нашу автономию, как на очаг идентичности? Почему мы просим Ивана ответить на этот вопрос? Знаете, мы подумали с Сергеем, что вот это видео, которое мы только что с вами посмотрели, 3 человека говорят о том, как проблемы Гагаузии видны им. А вот говорят хорошие, видно на расстоянии. Иван с Украины смотрит на то, что происходит внутри гагаузской автономии. Вот, а что видно вам? Вот 3 мнения мы услышали, а об этом положении дел мы и хотим говорить, да, что есть конфликт между центром и Кишиневым. А вам что видно с Украины? В чем проблемы гагаузской автономии? Добрый день всем. Еще раз, мне очень приятно быть в Гагаузии, у вас в студии впервые. И отвечая на вопрос, насколько украинские гагаузы приобщены к событиям здесь в автономии, на своем примере я хочу сказать, что автономия создавалась, когда я ходил в школу. И я тогда помню, я искал различные возможности, интернет только появлялся для того, чтобы найти хотя бы какие-то новости о том, что происходит в Гагаузии, или же просто о гагаузах. И когда я что-то находил, для меня это была такая большая радость и приобщенность. И, наверное, это в том числе, отвечая на такой вопрос Наты, когда она говорила, что такое Гагаузия, вообще гагаузы для нас. Вот еще такой пример приведу. Я вырос в гагаузском селе, но у меня мама этническая болгарка. По отцовской линии моя бабушка этническая албанка. Поначалу мы общались все на русском языке, потому что это был такой общий язык. Но со временем мы перешли на гагаузский язык. Я это говорю к тому, что насколько все-таки раньше был законсервирован гагаузский язык, и он жил в семьях.
И даже те люди, которые не знали гагаузского, они переходили на гагаузский язык. Сегодня очень много действительно говорите о том, что о важности гагаузского языка и так далее. Это действительно так. Но я бы посмотрел на этот вопрос шире. Что собой представляет гагаузское общество как таковое? Я сейчас не разделяю даже, скажем, гагаузов Украины и гагаузов Молдовы. Для меня это всегда был один народ, просто разделенный границей. Я сейчас не хочу сказать о том, что мы там нарушаем какие-то законы, мы законопослушные граждане, но мы один народ, который ввиду исторически так сложилось, что при Сталине его просто разделили. Поэтому украинские гагаузы всегда с огромным вниманием, те, кто интересует, кому это болит, они всегда обращали и смотрели то, что происходит здесь в автономии. Мы действительно болели за то, что здесь происходит. И печально всегда было наблюдать, что, особенно вот сегодня, что результат получился именно такой. Это деградация, откровенно говоря, это полная деградация. Почему так произошло? Я возвращаюсь к вопросу о народе. Гагаузы, может это парадоксально будет звучать, но в начале 90-х они не были готовы к этой автономии. Общество гагаузское не было готово к этой автономии. И мы когда-то даже Константином Петровичем говорили, я ему сказал такую мысль, что тогда автономия, и часто вы даже говорите эти слова, мы получили автономию, вы ее получили. Частично, возможно, завоевали, за это боролись, вот как Константин Петрович, такие люди. Но опять-таки не они управляли потом этой автономией, у них власть просто забрали. То есть, если можно даже так говорить, их в некоторой степени использовали. Более того, автономию почему получили? Потому что в этом было заинтересованы внешние силы. В первую очередь в этом было заинтересовано поначалу даже больше в виде Гагаузской республики, это Москва, для того, чтобы здесь дестабилизировать ситуацию и всю эту энергию направлять против Кишинева. А как раз автономия получили, если говорить благодаря кому-то, в первую очередь и Кишиневу, и Турции, которая действительно подложила плечо, и Демирель тогда очень много сделал. То есть это была уникальная возможность. Гагаузы тогда не были готовы. Да, они за это боролись, но они до конца не понимали, в виде чего они видят эту автономию. Какая это должна быть даже усеченная государственность, как сегодня иногда говорят, что вот это наша государственность. Какая она должна быть тогда? Они до конца этого не видели. Поэтому автономия потом по инерции управлялась теми, кем она управлялась. Сначала здесь были коммунисты, по сути, строили какой-то большой колхоз. Потом приходили какие-то другие люди, тоже до конца этого не понимая. Опять-таки, почему гагаузы не были к этому готовы? Посмотрим в историю. Гагаузский народ никогда, по сути дела, не имел усталенную украинскую мову государственность. Не имели государственность. Они как бы не знали, что это из себя представляет. И очень важно, опять-таки, язык. Язык был законсервирован, потому что общество было законсервировано. Как только открылись двери, как только появилась глобализация, все посыпалось. Все посыпалось. И задача была как раз автономии в том, чтобы поднять гагаузский язык из семей, из того, что говорят на улице, на уровень элиты, на уровень управленцев, на уровне театра, во все структуры. То есть его надо было туда поднять. Эта возможность упущена. Тогда этого не сделали, сегодня это сделать намного сложнее. Целые поколения выросли, которые не знают гагаузского языка, к сожалению. И ситуация, я вам скажу, что в Украине, что в Молдове, она приблизительно одинаковая. У нас в Украине тоже, у нас там, во-первых, и меньше, у вас здесь больше возможностей, но у нас меньше. Тоже дети до 10 лет, даже до 15, чуть меньше, но они уже не знают гагаузский язык, хотя в школах как предмет преподается гагаузский язык. Я тоже в школе, когда учился, у нас преподавался гагаузский язык. Поэтому, если сегодня смотреть уже как на автономию, то тут вопрос надо задавать действительно, что делать сегодня.
как исправлять эту ситуацию. Я не буду настолько пессимистичен, возможно, как Константин Петрович говорит о том, что автономия уже все. Нет, еще и существуют шансы, потому что есть и люди, которым эта автономия болит. Да. Как минимум эти люди находятся здесь. В Я этой думаю, студии что 100%. еще таких людей немало. К сожалению, просто гагаузы не готовы были в течение всего этого времени выбирать таких людей. Опять-таки я возвращаюсь к качеству народа. Когда они получили демократию, как они ею воспользовались, кого они выбирали. Можно предлагать бесконечно хорошие идеи, здесь они звучали. Это рабочие идеи, они могут работать, но кто их будет реализовывать? Те люди, которые не понимают, как это делать, или не хотят этого делать. Или избиратели, которые не готовы выбирать людей, готовых реализовывать все эти программы. Вот насколько глубинный этот вопрос. Поэтому неудивительно, что автономия сегодня имеет такие результаты, потому что в 90-х это должно было быть чудо, чтобы опять-таки избрали там Диониса Танасоглу или подобных людей в лидеры. Такого не было. И поэтому приходили те, кто приходили. Поэтому надо говорить о проблеме не только языка, а гагаузов как сообществе, о их зрелости. Вот, гагаузы не зрелые, к сожалению, ментально. Интеллигенцию, кстати, в чем еще проблема? Почему так произошло? Кто-то воспринимает это как оскорбление сейчас, что гагаузы незрелые. Нет, супер. Я скажу, почему я так говорю, потому что давайте опять-таки посмотрим на историю, через что проходили гагаузы. Да, я сказал, они не имели свою государственность, но они жили в разных империях. И очень сильно их подкосили, как бы это много не нравилось здесь, в Гагаузии, во времена Советского Союза. Извините меня, голодомор, репрессии, ссылки. Что это? Это уничтожение интеллигенции. Советский Союз это делал не только с гагаузами, им это было безразлично, они это делали везде. Они уничтожали украинскую интеллигенцию, молдавскую интеллигенцию. И то же самое здесь произошло с гагаузами, когда их просто интеллигенцию все фактически убрали. И поэтому, извините меня, когда в 90-х годах просто единицы были те лидеры, которые боролись, но не было этой когорты большой интеллигенции, которая бы готова была все это возглавить и повести вперед. Поэтому я назвал такие несколько причин как в народе, так и в интеллигенции. Что сегодня? Должны быть инструменты. Да, сегодня существуют законы, здесь присутствуют депутаты, которые прекрасно об этом знают, но опять-таки, готовы ли сегодня гагаузы кого-то привести к власти? К сожалению, нет. Я имею в виду адекватных, правильных людей, которые бы реализовывали это все. Но я считаю, что в чем еще уникальность сегодня, шанс в том, что Кишинев готов помогать автономии. На основании чего вы утверждаете, что готов? На основании чего? Буквально недавно даже президент Майя Санду здесь была. Она вообще-то в последнее время больше говорит о необходимости сохранения гагаузского языка, чем эти так называемые управленцы здесь в автономии. Да. Она больше об этом говорит. Более того, насколько я знаю, сейчас готовится программа национальная по возрождению и изучению гагаузского языка. То же самое, они разве против, чтобы здесь избрали не очередного представителя Шора или пророссийского кандидата? Они же за то, чтобы здесь избрали человека, который прежде всего будет думать за Гагаузию, чего никогда не было здесь. Ведь люди думали о чем угодно, но никогда на первом месте не стояли гагаузские интересы. Поэтому сегодня задача как раз в том, чтобы пройти между Сылой и Харибдой. В чем? Чтобы на местном уровне интеллектуалы, которые здесь есть, которые любят реально Гагаузию, нашли общий язык с Кишиневым и нашли возможность законодательным путем сделать так, чтобы люди, которые любят Гагаузию, могли избраться здесь. А люди, которые покупают здесь избирателей, которые получают деньги извне, чтобы они не могли избраться. Собственно, что было на парламентских выборах в Молдове. Они просто не допустили пророссийские силы сделать то, что они хотели здесь. И это необходимо делать в Гагаузии. То, что там кто-то будет кричать о том, что здесь ущемляются какие-то права, извините, эти люди, они вообще к чему не прикасаются, они вообще дискредитировали все. Даже слово «патриот», даже отцы-основатели.
Им просто не надо это произносить, потому что жалко этих слов даже. То, что эти люди будут там выходить, какие-то митинги и так далее, эти люди до сих пор в первую очередь выходят опять-таки в защиту русского языка, в защиту еще чего-то. Они же не выходят в защиту гагаузского языка. Поэтому эти люди даже чисто, они не имеют права здесь делать то, что они имеют. И я вижу, что все-таки Кишинев в некоторой степени, они готовы пресекать эти вещи, но они должны видеть и то, что здесь на месте есть люди, которые готовы бороться. Нужна большая энергия от вас, нужно объединение от вас. Мало собираться говорить о правильных вещах. Нужно заявлять о своей позиции, выходить, о чем-то больше говорить, возможно, как-то объединяться. Я понимаю, что это сложно. Я понимаю, что сложно, но Кишиневу тоже надо видеть, что здесь есть люди, которые готовы бороться за эту автономию, за ее сохранение. Если они этого не будут видеть, ну извините, это что им больше надо, чем здесь на месте? Тогда точно автономия исчезнет. Вот тогда она точно исчезнет. Сегодня еще какие-то шансы остаются, но если еще там на 5 лет зайдет автономия на 5-летний цикл шоровских здесь представителей, ну это вы считаете, что это уничтожение. Более того, не дай бог, начнут больше использовать вас против Кишинева, учитывая вообще региональную безопасность и то, что происходит в Украине. А Украине, кстати, очень важно, чтобы мы под боком здесь не имели очередную проблему в виде Гагаузии, как, например, недавно было задержание людей в Украине и в Молдове, которые готовили теракты и убийства людей в Украине. И там были этнические гагаузы. Спасибо, Иван. И самое время перейти к... Да? Александр Григорьевич. Подумали мы. Настал момент задать вопрос вам. Как вы считаете, автономия у нас политическая или все-таки такая... Символическая автономия больше? Всем здравствуйте, спасибо за возможность пообщаться. Очень интересно было послушать дискуссию, выступление про язык. И я хочу вот немножко продолжить мысль Михаила Николаевича. Потому что он сказал про 3 столпа гагаузской автономии. Про язык, про культуру мы довольно хорошо и обширно поговорили. А теперь немножко остановимся на политике и на экономике. Вот в части экономики и бюджета. Я раньше не задумывался, но сейчас пообщался с одним человеком, который изнутри знает Турецкую республику и очень глубоко. И почему турецкий бизнес не приходит в Гагаузию? И я, честно говоря, не смог найти ответ. Почему все крупнейшие турецкие фирмы расположены в Кишиневе? В Молдове, в Молдове. В основном в Молдове. Да. В Гагаузии это только вот, можно Асена-Текстиль, наверное, вспомнить, который занимается пошивом одежды, а турецкий бизнес, который, по сути, Турция один из главных партнеров, да, и доноров гагаузской автономии, не представлен бизнес. Оказывается, бизнес говорит о том, что а как мы можем располагать свое производство в Гагаузии, если вы перманентно конфликтуете с Кишиневым? Да. А какая гарантия нашему бизнесу, если мы расположим его в Гагаузии, когда вы находитесь в конфликте со своим государством? Логично. И я вспоминаю слова и президента Турции, и председателя парламента, который приезжал и говорил нам о 3 вещах, когда просил гагаузов. Первое – сохраните свой язык. Второе – учите государственный язык. И третье – имейте хорошие конструктивные отношения с Кишиневым. Вот мы эти вещи забываем. Теперь идем дальше к экономике. Без экономики и не будет и сохранения языка, и культуры. Это основа, материальная основа. Гагаузия разве стала флагманом или примером Республики Молдова по развитию экономики? Нет. Хотя страна создала уникальные условия, я хочу сказать, что в данном случае мы даже пример и для Аланты, и для Тироля, когда у нас 100% общегосударственные налоги остаются в автономии. Этого нету. Тироль получает 90% налогов, которые там собираются, а Аланты получают фиксированную формулу 0,45 в зависимости от населения, от государственного бюджета Финляндии. 100% только у нас. И у нас действительно есть возможности, в том числе для поддержки, вот вы говорили о законе о сохранении и развитии гагаузского языка. 6 миллионов леев ежегодно. В будущем году будет 10 лет этому закону. 50 миллионов уже вложено в сохранение гагаузского языка. Новый корпус лицея Минеску обошелся в 25 миллионов леев. За эти деньги можно было построить 2 гагаузские школы или несколько детских садов. То есть вот эта экономическая бюджетная самостоятельность Гагаузии, она развратила нас в какой-то мере, потому что мы деньги перестали тратить эффективно. Мы почти
5-ю часть бюджета собственных доходов тратим на содержание чиновников. Да. Мы не задумываемся, как эффективно тратить средства для того, чтобы вот эту основу Гагаузии сохранить. Деньги тратятся 6 миллионов леев, но с гагаузским языком ситуация все ухудшается, насколько я слушаю Но людей. сферы применения почти нет. Теперь идем дальше. Доходим до политики. Да, политическая самостоятельность. Самое чуждое Гагаузии, что мы могли в политике применить, мы применили. Мы стали частью геополитики. Не являясь субъектом международного права, мы возомнили, что мы должны заниматься геополитикой. И самое главное, что мы политизировали общество в Гагаузии. Мы приходим к родителям, 3 слова, как дети, как жизнь. Следующее – Майя Санду, Дональд Трамп, Владимир Путин и так далее, так далее, так далее. Мы политизировали и радикализировали общество Гагаузии, наши политики. Теперь роль лидеров. Говорили о Танасоглу, говорили о людях, которые действительно олицетворяют гагаузскую культуру. А разве мы видим таких лидеров в тех башканах, которые у нас были? Я сейчас не буду глубоко уходить в силу возраста, но последние башканы, это же мы картинки выбирали. Мы же не выбирали людей, которые будут заниматься культурой. А как человек без внутренней культуры будет сохранять гагаузский язык? Они превратили гагаузскую автономию из политической, из культурной в коммерческий проект. Они обогащались. Мы будем называть все своими именами. Они в самых дорогих брендах, на самых дорогих машинах объясняют гагаузскому народу, какие большие цены на газ и что не хватает пенсионерам на питание. Но это же все происходит на наших глазах. Поэтому про гагаузский язык не совсем корректно мне говорить. Я только вот с точки зрения бытовой, как родитель. У меня 3 детей прошли через детский сад, где есть билингвизм, о котором вы говорили, гагаузский язык, румынский язык, не работает. При всем уважении к тем людям, которые занимаются кропотливо этим трудом. И мы хотим, вот сейчас я к личностям перехожу, на базе 5-го садика в Камрате, благодаря инициативе заведующей, надеюсь, 1 сентября откроется первая группа в Камрате на гагаузском языке воспитания и еще одна группа сеятельного возраста на румынском языке воспитания. Мы должны детям дать возможность с самого детства говорить на родном языке или учить государственный язык. У нас 3 языка, я вот в отличие от господина Анатолия не согласен с тем, что он оценивает это не совсем хорошо. Наоборот, это большое достижение Гагаузии, что 3 официальных языка. Но мы, власть, не дали нашим людям возможность эти 3 языка изучать. Детские сады только на русском языке, гимназии и лицеи 95% тоже на русском языке. У нас ребенок лишен права с самого детства изучить родной язык, чтобы его дальше продолжать на уровне начальной школы, или это уже вам, ученым, виднее. Румынский, молдавский, государственный язык. У нас есть лицей Минеску в Камрате, но у нас нет детского сада с государственным языком. Мы лишили родителей возможности детям давать один из 3 официальных языков, которые есть у нас в Гагаузии. Поэтому много говорили про гагаузский язык, очень верно. Но то же самая ситуация с румынским языком. Мы тоже не даем возможность нашим родителям обучать детей на государственном языке для того, чтобы они интегрировались в молдавское сообщество и чувствовали себя равноправными гражданами Республики Молдова. Ну а в завершении я все-таки большой оптимист и не разделяю эту точку зрения, что гагаузская автономия исчезает. Это не так. На самом деле, что такое автономия? 30, чуть больше уже лет назад, это был пример межэтнического разрешения конфликта, признанный Советом Европы. Как удалось за 30 лет сегодня прийти к тому, что мы стали примером разобщенности, вот с этим надо, конечно, разбираться. Но на самом деле это огромное достижение и для нашего государства, и для нашей автономии. У меня маленькая просьба к вам с коротким комментарием. Скажите, пожалуйста, мы посмотрели только что видео, где было 3 человека, которые говорили о том, как важно сохранять диалог на разных, как сказать,
ничего другого не остается, кроме как диалог. И мнение господина Русева, жителя города Чедерлунги, который говорит, ну, слушайте, разные бывают, но уж можно же договориться как-то. Вообще договориться с Кишиневым возможно вот в той ситуации, в которой сейчас Гагаузия оказалась, в том числе с предстоящими, я не знаю, с определением, когда будет дата выборов Народного собрания и произойдут ли эти выборы вообще. Договор возможен, Александр Григорьевич? Я хочу, чтобы гагаузская автономия была не препятствием для молдавского государства, а вовлеченным субъектом права в те процессы, которые происходят на государственном уровне. Вот если сегодня Республика Молдова приняла на конституционном уровне европейскую интеграцию, чтобы гагаузская автономия не воспринималась как препятствие к европейской интеграции, а вовлекалась Кишиневым вот в эти процессы. Вот я от Кишинева жду вот этого, большей вовлеченности гагаузской автономии в те национальные процессы, которые происходят. Спасибо огромное, господин Бижан. Хотелось бы следующий вопрос задать вам. Влияет ли гагаузская автономия вообще на национальную политику Республики Молдова или вообще как бы Гагаузия и Республика Молдова? Ну, конечно, если посмотреть, что гагаузская автономия – это 3,5% населения Республики Молдова, то мы можем думать, что 3,5% не согласны с нами, не согласны. Ну, хорошо, что есть, да. Да, мы большинство, так что они будут делать то, что мы говорим. Но если в практике посмотреть, то очень много влияет и на уровень политического поля в Кишиневе, и на уровне то, как Молдову воспринимает вне. Потому что господин Тарнавский очень хорошо говорил, что Гагаузии нужно вовлечь в этот процесс. Я полностью согласен. Я даже в прошлый раз здесь говорил, что нам нужно придумать такой проект, чтобы все жители Республики Молдова чувствовали часть этой стране. Но иногда, когда ты хочешь вовлечь гагаузские политика, гагаузских чиновников, это не получается. Не получается, потому что та элита, которая сейчас во власть в Гагаузии, она не ищет этого диалога, она ищет только конфликта. И мы это видим. Поэтому нужно делать так, чтобы и здесь были те люди, которые хотят диалога. И Гагаузия будет выиграть больше, чем Республика Молдова от интеграции, от европейской интеграции. Потому что единственная возможность, чтобы сохранять язык гагаузской автономии, это европейские деньги. И мы все это знаем. Потому что Европейский Союз – это пример, где и как меньшинства, или малые народы сохраняют свой язык и свою культуру. Конечно, а как влияет на то, как смотрят на Республику Молдова извне? Ну, конечно, когда ты как государство хочешь, есть такой европейский проект, а у тебя нет контроля над всей своей территорией, но на тебя смотрят как-то по-другому. И уже те последние случаи, которые были даже вот этих ребят, которые арестовали, и один из этих ребят были раньше, в 22 году, гратят помилован, уже в Европе на нас смотрят чуть-чуть по-другому. И это проблема. Да, я как раз в нашей студии сегодня есть молодая журналистка, которая в своей студии, там, где она проводила свои передачи, приглашала, конечно, политиков и молдавских, и гагаузских. Я не раз, Аня Алтапармак в нашей студии, не раз следила за этими дискуссиями. Мне всегда было интересно, кстати, спасибо, что приняла наше приглашение и приехала. Очень важно, мне кажется, а что думают молодые люди? Потому что тогда, когда вы общаетесь с политиками, и вы чувствуете эту проблему, взаимоотношения между Камратом и Кишиневым. Что чувствует, я всегда думала, молодежь, которая, пребывая в таком возрасте, думает, оставаться мне в автономии, выбирать для жизни Кишинев, либо уезжать из этой страны. Ань, тебе слово, пожалуйста. Да, всем здравствуйте, большое спасибо за приглашение. Очень приятно быть сегодня здесь, услышать мнение всех людей. Что я хочу сказать? Во-первых, господин Бижан про евроинтеграцию.
Мне кажется, что исходя даже из последних событий, можно увидеть, что люди в Гагаузии не совсем понимают, что подразумевает под собой вообще в принципе евроинтеграция. Пропаганда с момента, как в Гагаузии к власти пришел Шор и при прошлом Башкане, работала так, что людям внушали определенные тезисы, что под собой подразумевает евроинтеграция. Тут, на самом деле, мне кажется, и проблема властей Республики Молдова, что когда надо было работать в Гагаузии, когда нужно было больше разговаривать, больше объяснять, больше показывать, этого не делали. Из-за этого у нас осталось, из-за этого мы имеем 5% голосов в Гагаузии, которые проголосовали за евроинтеграцию. Даже меньше, чем 5%. Да. Да. По поводу молодых людей. Молодые люди не видят развития в Гагаузии. Поэтому, когда приходит время выбирать, куда им поступать, вы можете заметить, что с каждым годом у нас поколение выбирают это или Россия, или это как раз-таки Европейский Союз. Очень много программ сейчас есть, благодаря которым можно подать в любой университет по всему миру. Просто потому что то, что сейчас происходит, их или вообще не интересует. То есть очень много людей нашего вот, с Артемом возраста, их в принципе не интересует то, что происходит в автономии. У них единственная мысль: я закончу школу, и я отсюда уеду. Что мне тут делать? Какое развитие меня здесь ждет? С кем бы я ни говорила, какое развитие меня здесь ждет? Что ты можешь мне предложить? Что ты можешь мне рассказать? И когда ты начинаешь с человеком говорить, ты начинаешь ему объяснять, что ну вот есть такие программы, есть такие возможности. Каждый год появляется все больше и больше возможностей, что в Гагаузии, что появляется больше возможностей в принципе в Республике Молдова. Человек тебя не слышит, потому что в своей голове он уже настроился на то, что я отсюда уеду, что мне тут делать? А в чем проблема? Вот почему к такому результату подходит молодежь? Чего не хватает в Гагаузии? Вот чтобы люди, которые управляют сегодня автономией, их нет в студии, но они, возможно, слушают сейчас тебя. Потому что нужно разговаривать. Что надо делать? Нужно разговаривать, нужно представлять, давать возможности, нужно собирать молодежь. Очень много нужно разговаривать с молодежью, потому что молодежь — это будущее страны, это будущее, если мы говорим про автономию, это будущее автономии. Нам важно, чтобы молодежь оставалась в автономии, но никто не говорит с ними, никто не разговаривает. Когда вы последний раз видели, чтобы представители власти гагаузской говорили с молодежью? Но я не отвечу на этот вопрос, Ань, потому что я не помню такого. Если тут есть коллеги-депутаты, другие... Молодежь. У нас есть молодежь из Камрадского государственного университета. Вы хотели бы прокомментировать, что молодежь чувствует, проживая в автономии? Если есть такое желание высказаться, то можете, конечно. Нет, Елена Федоровна. У меня есть предложение. Константин Петрович не молодежь, но он знает, что нужно сказать для того, чтобы... У меня есть предложение. То, что Александр Григорьевич начал, надо развить. То, что он начал, надо развить. Почему Шор у нас? Надо искать первопричина. Первопричина от того, что мы бедные, беднейшие, пустые села. Вот где благоприятная почва для Шора. Поэтому я прошу, значит, 4 года не получилось, мы министра экономики приглашали в Камрадский университет, он так и не приехал. Есть другой министр экономики. Следующей встрече я прошу вас по возможности поддержать, провести специальную передачу по экономике. Есть интересные предложения. В 2000 году Камрад был впереди планеты всей. Мы всем показали, как можно экономику оживить за короткое время. Мы показали. Этот Воронник нам приезжал. Короче, мы всей Молдове это показали. Потом кое-кому не понравилось, коррупционерам, потому что этот метод был антикоррупционный. Поэтому я прошу, это интереснейшая тема. Хорошо. И здесь же будет предложено для молодых людей стажировка в Голландии. Он снабжает нас темой. Спасибо большое. Друзья, мы предлагаем сейчас... Конечно, согласны. Как возражать? Мы понимаем прекрасно, что если экономики
В студии сидит финансист, экономист, и вы говорите о том, что если не будет экономического развития, то ни о каких вопросах говорить не приходится. И мы прекрасно понимаем, что да, стержень автономии – это гагаузский язык, но для развития языка и других разных отраслей надо крепко стоять на ногах в экономическом смысле, в финансовом смысле, для того, чтобы что-то смочь сделать. Мы хотели бы... Да, если можно, Артему хочу задать вопрос. Артем, я видел, ты в социальных сетях записываешь видео с жителями Гагаузии. Я тоже какое-то время делал опросы в Гагаузии, в городе Камрат. Это было очень сложно, потому что люди не хотели идти на контакт. В твоих роликах я вижу, что люди действительно высказывают свое мнение и очень резко высказываются о выборах в Народное собрание и вообще о депутатах Народного собрания. Как ты думаешь, почему вот накипело у людей, что они так высказываются, либо вот действительно уже нет сил терпеть происходящее в автономии? Я думаю, что, во-первых, многие люди вообще не понимают, какие компетенции у депутатов Народного собрания. Там в предвыборной кампании депутаты могут наобещать от космодрома до... До поднятия пенсии, это очень важно, да. Да, то есть это первая проблема. Вторая проблема – это мало доверия. Люди не верят власти. То есть у нас, я сколько себя помню, у нас всегда не верят власти. То есть для чего власть? Нас используют, только о себе думают. То есть это как бы стереотип такой, естественно, и отчасти это правда, большая часть. Вот. Чтобы диалог, чтобы это изменить, я поддерживаю слова Ани, нужен диалог. Лидеры мнений должны объяснять, то есть разъяснять, что такое Народное собрание, что такое исполнительный комитет, как он функционирует, для чего он существует вообще. Нужен диалог. Я тебя перебью, если можно. Вот с кем бы из лидеров автономии или из депутатов молодежь хотела бы общаться? Интересно. Есть ли такие? Я думаю, что это желание можно, я не знаю, как правильно сказать, привить. То есть должен выйти кто-то из депутатов и начать на молодежном разговоре. Если будет часть депутатов, которая работала с Шором, это же тоже очень важно, конкретно назвать тех людей, с которыми хотела бы общаться молодежь, для того, чтобы они передавали свой пример. У нас, я думаю, что большая часть молодежи Гагаузии даже не знает наших депутатов. Послушайте, пожалуйста, эту мысль еще раз. Можно сказать еще раз эту мысль? Большая часть молодежи что? Не знает имена депутатов. То есть, в принципе. Это я не скажу проблема, вам... мы кишиневских тоже не знаем. Так что... я журналист работаю, так что... Это, знаете... На самом деле то, что люди не знают депутатов в цивилизованных странах, в развитых, это не особо проблема. Должны работать законы. Люди не обязаны знать депутатов. Они обязаны разбираться в чем-то, голосовать за кого-то и так далее, но должны работать законы. Я как раз хотела спросить, не знают депутатов, это полбеды, но знают ли они, что делают эти депутаты для молодежи, если это представители молодежи? Знают ли они, что делают эти депутаты для образования, для языка, для экономики? А вот этим интересуется молодежь? Просто у вас, как у представителей молодежи, хотелось бы узнать. Нет, молодежь не интересуется. Аня сказала очень хорошо, у нас хотят все уехать. Лично я буквально год назад думал, куда бы уехать. То есть я в течение года трансформировался немножко, понял, как говорил мой дед, таш еринде кави, камень на месте. Какая гагаузская пословица «таш еринде кави». Да, и я, понял для себя, что я хочу быть здесь, но большинство нет, они хотят уехать, они живут вообще в другом мире. То есть они живут в другом информационном пузыре, они не воспринимают даже Гагаузию как свою родину. То есть, вы понимаете, о чем мы говорим? То есть пока мы говорим с вами о языке, пока мы говорим о тех проблемах, об экономических неуспехах, финансовых, еще каких-то, молодежь, которая является будущим нашей автономии, она вообще не здесь, ей ничего не интересно, и это же ведь
куда более масштабная проблема. У нас нет связи с теми, кому завтра эта автономия достанется. Если вдруг эта автономия выживет, и мы с вами сделаем что-то для того, чтобы мы сохранились как гагаузский народ, как этнос, который этой автономией будет управлять. Хотя власть делает все возможное, чтобы молодежь уехала. Власть, осознавая, не осознавая. Кишиневская власть, начиная с Лучинского, все делали, чтобы люди уезжали. Я экономически докажу это. О том, что они делали все, чтобы молодых людей. Вот по-прежнему у них такое же настроение. Поэтому Вите Ирина Федоровна привет не передай. Спойлер к следующей Я передаче. передам Завершить. Да, пожалуйста, Ань. Сейчас мы живем в современном обществе, где у нас все цифровизировано. И очень хорошо, что заседание Народного собрания мы все можем посмотреть в Фейсбуке, на Ютубе. Будь я не журналист, я обычный житель Молдовы, Гагаузии, я не захочу смотреть. Я открою заседание Народного собрания, видео, и что я увижу? Что я увижу? Как господин Дюльгер на гагаузском ругается там с другими депутатами. Ну, на гагаузском. На гагаузском. Вот. Сколько бы заседаний, я не берусь говорить за все заседания, не в обиду будет сказано господину Тарнавскому и господину Железоглу, но большая часть заседаний Народного собрания Гагаузии выглядит со стороны так, будто бы сейчас начнется какой-то переполох, будто бы все сейчас подерутся, будто бы сейчас, я не знаю, полетят стулья, столы и все в этом роде. Просто мне, как представителю молодежи, мне бы не захотелось на такое смотреть. При том, что... Опять-таки это уровень культуры. Я, кстати, тоже об этом хотел сказать. Я часто включаю. И там на самом деле люди, ну, за редким исключением части, большинство абсолютно, они же не говорят ни на одном языке правильно. Ни на гагаузском, ни на русском. Румынский они вообще не знают. То есть ты смотришь на этот балаган, это и есть уровень, кого люди выбрали. Поэтому я и говорил о обществе. Я добавлю, Катерина, коротко. Пожалуйста. По поводу молодежи. Вот люди все правильно говорят. Я думаю, что, наверное, это одна из следующих ваших передач, как минимум, чтобы пригласить молодых людей и просто их спросить, чего они хотят здесь, как они вообще понимают автономию, почему они хотят уехать отсюда и так далее. То есть в этом проблема. Потому что это и есть результат автономии. Потому что мы можем говорить о том, что да, мы хотим этой автономии, но она ничем не наполнена. Не просто язык не знают, а что, гагаузы знают свои истории? Кто учит молодых людей их истории? Ну, я говорю в целом. То есть, по сути дела, на сегодняшний день есть конструкция. Но эта конструкция ничем не наполнена. И она съедает плюс ко всему как бы бюджетные деньги. Вот как наполнить эту автономию, эту конструкцию смыслом? А в чем смысл? Опять-таки язык, история, чтобы молодежь не уезжала, чтобы она вообще понимала, для чего существует эта автономия. Чтобы ей хотелось здесь оставаться, чтобы с ними общались, чтобы им что-то рассказывали, чтобы они здесь какие-то возможности имели. Вот, чтобы они прикладывали свои усилия для развития. Чтобы они были заинтересованы, конечно. Может, у них у некоторых возникнет какой-то интерес, они начнут проявлять его больше, тогда с их стороны тоже какие-то будут появляться инициативы. Все, что мы говорили до сих пор, это, по сути дела, по большому диагноз. Вот диагноз мы все прекрасно сейчас обозначили. То есть с этим все понятно. А рецепт каков? У меня вопрос, каков рецепт? Что сделать с автономией? С кем, например, с кем Кишинев сейчас говорит здесь в автономии? С кем? Из официальных властей. То есть как решить этот тупик там с выборами? Как наладить механизм? Вот такие есть какие-то прикладные, вот то, что сейчас стоит. Механизмы, о чем я говорил. Как создать условия, чтобы люди адекватные пришли к власти? Это главная проблема, вы считаете? Конечно. Давайте тогда, сейчас да. Давайте тогда мы вместе есть с вами. Есть тактические вещи, кроме стратегических, можно говорить о высоких вещах, но вот есть то, что стоит перед носом. Нету Башкана, по сути, нету народного собрания, власти вообще нету. Законы разве работают? Нет, так как создать этот механизм? Как сейчас выйти из этой ситуации? И самая же главная проблема, чтобы не привести опять тех людей, которые просто превратили в позор автономию. Это опять-таки как гагауз с Украины, извините меня. У нас война идет который год. Мы с этой стороны не услышали от властей ни единожды, чтобы кто-то вышел, вообще поддержал украинских гагаузов. Хотя там сотни людей воюют, там десятки и сотни раненых, погибших очень много. В каждом селе гагаузском есть. Так мы что для вас тогда? Мы что, чужие? Извините, нафига вам тогда автономия, если вы не можете ценить гагаузскость как такую? Вот рядом гагаузы.
Вы занимаетесь геополитикой, вы понятия не имеете в этой геополитике. Вас просто используют как инструмент. Молдавских гагаузов Москва использует как инструмент против Кишинева. Так об этом надо больше говорить, заявлять об этом. Вот я, например, видел там объявление послезавтра, по-моему, в Камрате собирается митинг, марш по поводу поддержки мира в Украине. На 5-й год войны, на 13-й, по большому счету, боятся выйти сказать. То есть, вы понимаете, к чему пришли? Люди не ощущают себя гагаузами. Остается одно название. Иван, остается одна автономия, конструкция, понимаете? Вот самая главная проблема. Вас обижает то, что Меня не обижает. Абсолютно не обижает. Просто я говорю о том, что это очень страшный диагноз. Вот в чем. Я просто в этом понимаю. Я-то изучал, что такое автономия, в каком состоянии здесь общество. И когда война у нас началась, я вам скажу, я особо там не ждал какой-то такой поддержки. Но я об этом обязан сказать чисто с моральной точки зрения. В чем различие гагаузов там и тут? И те гагаузы. В первую же очередь надо понимать, что мы гагаузы. Если мы вообще любим свой народ. Если там люди погибают каждый день. Вот просто вот сейчас я ехал сюда, мне там позвонило, были обстрелы в Измаиле. Люди не погибли, но пострадали. И мне сказали, что это этнические гагаузы с котловин, с Балбоки. Пострадал отец, там, по-моему, дочка, семья пострадала. Это в ежедневном порядке. А здесь себе живут, пляшут под дудку Шора, и, к сожалению, ничего нельзя. Получается, что с этим сделать или как? Ну, то есть, правильно ли я понимаю, не только Ивана, если кто-то еще хочет высказаться, говорите, дайте знать. Хотите, да? Да, потому что, пожалуйста. Мне кажется, один фундаментальный вопрос господин Тарнавский затронул о том, что турецкие фирмы не хотят приходить в Гагаузию. А какие хотят? Наши тоже. Я привел самые харизматичные. Да? Нет, хорошо. Казалось бы, очевидно, да? И в данном случае вот вообразим, что наступил избирательный период. С какими лозунгами выйдут кандидаты? Что мы любим Путина, и мы ненавидим желтую заразу. Будет что-то еще? Мы думаем, что будет. И это отчасти или в большей степени вина кишиневских властей на протяжении более 3 десятилетий. Потому что когда в начале нашей передачи я сказал, что мы все родом из советского детства, то в Советском Союзе мы все были гражданами СССР, и был паспорт, в котором 5-я графа «национальность». Но вот эта совковость, она превалирует над этничностью в некоторых ситуациях. И мы только сейчас начинаем освобождаться. И эта дискуссия – это часть этого процесса освобождения от совковости и возвращения к поиска своей идентичности. Поэтому кишиневские власти виноваты, но в данном случае я что имел в виду? 5 сентября 1946 года появилось это заявление министров иностранных дел Австрии и Италии, да, о создании автономии. Статус автономии, который сейчас действительно, он принят, по-моему, в 1972 году. То есть это были десятилетия диалога. Но диалога не в качестве провокаторов, как нагадить Кишиневу или в данном Риму, да, а как обустроить жизнь в единой стране. И вот этого нам не хватает, диалога между Кишиневым и Камратом, как обустроить жизнь в единой стране. И в данном случае Кишинев виноват в том, что не сказал внятно, что, уважаемый, автономия 2 руками за, но давайте определимся. Центральный банк, один в стране центральный банк, нет в каждом районе центрального банка, равно как и Центральной избирательной комиссии. Я просто привожу такое. Внешняя политика, прерогатива центральных властей, налоговая политика, оборонная политика. А дальше давайте обсуждать. Но у нас же ведь на каждом митинге делается геополитика. Поэтому, скажем так, я все-таки считаю, что вот 25 февраля 2001 года 50% граждан Молдовы проголосовали за партию коммунистов. А 28 сентября 2025 года 50% граждан Молдовы проголосовали за ПАС. Я подозреваю, что это разные люди голосовали, невзирая на то, что цифры в обоих случаях выглядят одинаково. Нужно работать так, чтобы мы стали гражданами этой страны, осознавая себя
В данном случае речь идет о гагаузской идентичности, но наши избранники или ваши избранники в данном случае, чтобы прекратили эти пляски с бубнами, с так называемой геополитикой. От этого проигрывают все. Да, пожалуйста, Александр Григорьевич. Да, я, конечно, большую часть был настроен самокритичен, потому что, так я считаю, что, во-первых, мы виноваты в том, что происходит. Но для объективности все-таки надо сказать и те вещи, которые касаются Кишинева. Но не могут дети шалить, а родители ни при чем быть. Я от Гагаузии, от Кишинева, точнее, жду больше роли менторства пастора над Гагаузией, а не использовать методы давления, потому что это не работает, а наоборот радикализирует общество и усиливает позиции Шора здесь, в Гагаузии. Я хочу сказать, что почему к Гагаузии относится нынешняя власть только с электоральной точки зрения. Если здесь не живет избиратель ПАС, то тогда с Гагаузией не надо разговаривать. Такое возникает ощущение. Есть комиссия при президенте по европейской интеграции, там нет ни одного представителя Гагаузии. Вывели Башкана и председателя Народного собрания по известным причинам. А что, нету в Гагаузии представителей гражданского общества или академического сообщества? Гагаузия что, не интегрируется с Республикой Молдова в Европейский Союз? Один из самых видных политических деятелей Гагаузии, бывший Башкан Дмитрий Крайтор, руками Кишинева был снят с должности, потому что он был другим. Вот он как раз мог продвигать культуру гагаузскую, он пришел не зарабатывать на этом посту, но он оказался не нужен. Это 2001 год в Вороне, да? Да. Александр Григорьевич имеет в виду, Кишинев это сделал? Да, это сделали руками Кишинева. Это в Вороне делали. Центральная власть. Александр Стайноглу, генеральный прокурор, прошел путь от самого низа до самого верха, изучил румынский язык, был приверженцем европейской интеграции, его голос один из решающих был за ассоциирование с Европейским Союзом. Во что превратили судебные эти... Одно из обвинений, прочитали в интернете, что он там что-то сделал не так. Это официальное обвинение. Я говорю свою точку зрения. Я говорю свою точку зрения. То есть нельзя так поступать, в том числе с гагаузами. И нельзя так поступать с гагаузской автономией. Если мы идем в европейскую интеграцию, и государство поставило себе за национальную идею, то нельзя это делать без Гагаузии, где они голосуют за европейскую интеграцию. Поэтому большая часть ответственности лежит и на Кишиневе в том, что происходит с гагаузской автономией. Потому что, мне кажется, и в Кишиневе еще не ответили себе на вопрос, а что такое Гагаузия после 30 лет. А какая роль Гагаузии в унитарном государстве Республики Молдова? А почему Гагаузии нет в главном документе развития нашей страны Молдова ЕС 2030? Ни одной строчки нет. Ну вот, очень хорошо, что эти вещи проговариваются. Почему? Потому что, а где их еще проговаривать? Смотрите, мы недавно с моими коллегами обсуждали один вопрос и пришли к выводу, что разговаривать надо. Вот этот простой глагол «надо разговаривать», так разговаривать надо для того, чтобы понять, кто что хочет Камрад, что хочет Кишинев. Вы хотите слово? Я хотела бы господину Тарнавскому немножко возразить. Почему? Потому что я считаю, что Кишинев не должен быть нашим ментором, он должен быть нашим коллегой, с которым мы наравне должны работать, с которым мы наравне должны вступать в диалог, принимать решения. Я объясню почему. Путь евроинтеграции, они тоже проходят в первый раз. Нету готового рецепта какого-то, которым бы они могли с нами поделиться. В данном случае мы должны быть наравне, быть партнерами, с которыми мы должны работать. Я скажу, что сегодняшняя власть я не защищаю. Я просто имею чуть-чуть другой опыт в другой сфере жизни. И я хочу сказать, что... некоторые элементы евроинтеграции, которые подразумевают применение европейских практик ведения экономики, развития экономической жизни, они у нас здесь внедряются. И они тоже внедряются впервые. Никто опыта не имеет. Я хочу сказать о движении и о практике экономической лидер, по которому идет и Молдова. Это часть одной из политик Министерства сельского хозяйства. И есть там веточка лидер, и мы как ассоциация местных групп проводим
участвуем активно, и по Гагаузии участвуют. Я хочу вам сказать, что 3 МИГа, почти все села охвачены. По всей Молдове нету такого охвата участием в этой программе, как по Гагаузии. В Гагаузии нет ни одного села, которое не участвует в этой программе, чтобы вы понимали. А в Молдове есть еще села, которые даже не слышали об этом. То есть государство нас воспринимает как партнеров. Другой вопрос, что мы сами своими руками, своими голосами довели до того, что нас центр не хочет воспринимать как партнеров, хотя с гражданским обществом работает. Поэтому о менторстве говорить не нужно, нету готового рецепта, нам нужно говорить только о партнерстве. А партнерство предполагает в первую очередь диалог. Диалог, еще раз диалог. Мы должны говорить, мы должны искать возможность разговаривать с представителями любой власти, любой ветки, любого уровня. Не менторство, еще раз повторяю, диалог. Я хотела уточнить, а вот что лично вы ждете? Диалог, понятно, все об этом говорят, но пока никак на плоскости взаимоотношений Камрад и Кишинев не видно этого диалога такого эффективного. Вы что лично хотели бы сказать как гражданин, очень активный представитель сообщества гагаузского, потому что, ну, не будем здесь говорить, но те, которые знают, чем занимается Алена Момот, это замечательный педагог, который помимо своей педагогической деятельности занимается очень активно гражданскими общественными организациями, которые приносят пользу обществу, сообществу, в котором она живет. И вместе с ней, мы были в Казакле и видели, вместе с ней работает огромное количество людей, которые развивают и себя, и свое сообщество, и это все возможно. И таких людей становится, правильно, я с вами согласна, становится больше в гагаузской автономии, потому что больше возможностей от европейских фондов, от разных других есть. Но мой вопрос к вам. А что вы ожидаете от Кишинева такого дельного, чтобы точно было принято и помогло бы гагаузской автономии понять, что от нас хотят? Вы знаете, первое то, что я бы очень хотела, чтобы была на законных основаниях гидаты лукру. На румынском. Мне на румынском легче сказать, на русском. Педагог румынского, все правильно. Да, чтобы работа местных избирательных органов была проконтролирована ЦИКом государственного уровня, республиканского уровня. Потому что первое, то, от чего мы пострадали, от того, что наш местный ЦИК, он не справился со своей работой. Второе, чего я не жду от республиканского представительства каких-то радикальных мер, потому что мы их должны здесь сделать сами. Если мы захотим, мы разрешим ситуацию. На сегодняшний момент наш народ очень пассивен. Он разочаровался во всех до единого представителях власти, во всех представителях политических партий, во всех разочарован. Почему? Потому что именно в Гагаузии те представители, которые приходили к власти, они повторяли ошибки тех же предыдущих, кто был. Я очень хорошо помню, как пришли к власти представители партии социалистов. И сейчас, когда были у нас выборы, в простых населенных сельских пунктах говорили о том, что нужно снести социалистов, смести их с власти, потому что они пользуются коммунистическими методами. Это все устарело. Сейчас у нас другая власть, и она использует те же самые методы и делает точно так же, как делали перед ними их предшественники. Поэтому у нас народ очень-очень пассивен. Он разочаровался, он не видит, что работают законы. Второе, не только народ, но и те люди, которые внутри. Мои советники, мои коллеги буквально вчера у нас было заседание совета, и вы можете открыть записи и посмотреть, а законы вообще работают. Это говорят люди, которые создают законы на местном уровне. Это о чем говорит? Это говорит о том, что то, о чем нам говорил господин Таушимджи. Мы уже и как представители местной власти, мы не являемся легитимными представителями этой власти. Мы не являемся авторитетами даже на местном уровне. Поэтому ждать каких-то радикальных мер от Кишинева не нужно. Единственное то, что чтобы соблюдалась законность, а все остальное должны мы делать сами своими руками. Это народ должен опять взять власть в свои руки. Я другого выхода не вижу. А сегодняшняя власть и сегодняшнее народное собрание, я считаю, что те, кто сейчас работает, была искусственно создана эта ситуация, чтобы довести Гагаузию до такого периода, что мы окажемся в тупике.
И следующий шаг этой ситуации, наверное, он был продуман кем-то, это ликвидация автономии. Только так говорят все представители. Они говорят, что так было создано. Представители обычные из народа, с кем я общаюсь, люди. Я, например, не вижу следующего шага как ликвидация. Я вижу совершенно другой вариант. Мое мнение, что не ликвидация будет, а будет лишение полномочий и будет каким-то образом найдено какое-то юридическое решение решить вот эту проблему, и будут новые выборы, и может возникнут какие-то изменения. Алена подошла к тому, о чем мы хотим поговорить, и приближаться к завершению этой дискуссии. Константин Петрович, вам слово очень Если коротко. будет заключение, тогда... Заключение будет, безусловно, да. А сейчас мы хотим показать одно видео, а затем мы как раз поговорим о том, о чем начала уже было говорить Алена в этой студии, как выйти из этого политического тупика. Есть два мнения, одно высказано в этой студии, опять же, а другое мнение спикера парламента. Давайте посмотрим. Выборы в парламент Республики Молдова, которые были недавно. Скажите, пожалуйста, был же огромный риск, что те, кто поддерживает Шора, пройдут в парламент, и страна вообще изменится. Был же этот риск? Что парламент Республики Молдова не проводил выборы? Нет, он провел выборы в соответствии с законом, в срок, несмотря на все риски. Просто напрягли систему правосудия, правопорядка для того, чтобы выборы прошли демократично и честно. У меня такая же просьба Кишинева, потому что вот Денис правильный вопрос задал. А мы не слышим мнения Кишинева. Государству нужно сделать только одну функцию государственную, чтобы законность была при проведении выборов, чтобы они были демократические, чтобы не покупали людей, чтобы выиграли достойные, а не те, у кого больше денег. То, что происходит сейчас, первое заседание, первая встреча вот на парламентской платформе состоялась. Скажу прямо, ихние, скажем так, ругаменты, просьба, которую можно сформулировать следующим образом. Давайте на этот раз мы проведем как бы до полуреки, да, как мы это видим. Последний раз. И после следующих выборов уже Закройте глаза, когда мы нарушим закон. Да, вот. И мой ответ на этот подход очень простой. Нет, будем проводить по закону. Да? Если вы сами открят, создали вот эту патовую ситуацию, да, сейчас нужно будет найти решение с участием Центральной избирательной комиссии, с участием парламента, для того, чтобы провести правильные, корректные, честные выборы в Гагаузии. И исключений или проведение по понятиям или по каким-то другим соображениям или подходам мы не будем поощрять и поддерживать такой подход. Несмотря на то, что, говоря об этой комиссии, которую имеет парламент, со стороны, потому что они приостановили работу, свое участие, потом восстановили. Потом те, которых восстановили участие, часть отказалась принимать участие. Несмотря на это, мы с стороны парламента, нынешнего парламента, сделаем, предложим, да, потому что я в ближайшее время попрошу фракции выдвинуть кандидатов, участников на этой платформе, и пускай эта платформа, да, чаще собирается обсуждать, находить решение. Я был приятно удивлен, что мои коллеги, не только мои партийные, и остальные коллеги из парламента поддержали подход, что нужно делать все по закону, правильно, да, и это очень хороший сигнал, и я согласен, поддерживаю вот такой подход. Уважаемые участники этой дискуссии, смотрите, мы услышали два мнения, да, что ожидает депутат Народного собрания Гагаузии, что говорит спикер после того, как уже состоялась вот та самая встреча, на которой встречались и представители ЦИК, и депутаты Народного собрания Гагаузии. И вы слышали только что, да, была рабочая группа, нет рабочей группы, Кишинев готов ее сформировать, в Народном собрании этой рабочей группы нет. Я правильно понимаю или нет, Александр Григорьевич? Персонального состава. Персонального состава нет. Ну а что есть? То есть рабочей группы нет. Игра продолжается. Игра продолжается. Смотрите, вот
Игра продолжается. Давайте честно. Вот мы же говорим тут у себя в Гагаузии. Да, у нас есть два представителя, наши два эксперта из Кишинева. Вот для того, чтобы разобраться в том, как выходить из этих тупиков, а это тупик однозначно, да? Ведь нужно честно признать, в чем наша вина, в чем их вина. Одна сторона признает, другая сторона признает, предлагаем. Какой может быть наш шаг, ваш шаг? Но если нужна диалоговая площадка, спикер парламента говорит о том, что мы сформируем, фракции оппозиционные тоже готовы сформировать эту самую рабочую группу от парламента. На сей раз нет рабочей группы от Камрата. Ну куда? Как будет выходить Гагаузия из этого? Есть ли у вас какие-то конкретные рецепты? Как минимум мы сейчас обращаемся к двум депутатам, которые сидят в Народном собрании, которые сидят в этой студии и являются депутатами Народного собрания. Пожалуйста, Михаил Николаевич. Спасибо. С учетом фактора времени много было, так скажем, реплик, которые я хотел высказать, но остановлюсь на вашем вопросе. Значит, первое. Что касается тупика. Я был членом исполкома, работал в структурах, и я вам могу сказать, это значит, что таких тупиков, начиная с создания автономии, было очень много. И всегда связаны эти противостояния как внутри автономии, так и с Кишиневым. Они всегда сопровождались теми вещами, которые вот говорила уважаемая Алена, что значит, это об исчезновении Гагаузии, что Гагаузия значит, полномочен. У нас были конфликты, начиная 2002, 2008, 2012, 2021 году, когда, помните, мы долго тоже выборы не могли провести. Поэтому этот тупик, то, что вот сегодня, да, тоже можно назвать тупиком, он действительно спровоцирован, он создан искусственно, самими депутатами. И еще в 2025 году, когда была инициатива, чтобы мы предложили тогда Александром Георгиевичем, чтобы начать дискуссию, что выборы должны пройти в соответствии с уложением 16 ноября. Тогда мы помним все эти высказывания, опять же лозунгами о полномочиях Гагаузии. Я уверен, что выборы пройдут. Желательно, конечно, чтобы они прошли вовремя, но то, что произошло, одно нарушение закона всегда значит, влечет за собой другие нарушения. Поэтому тогда выборы не прошли вовремя, так как должны по закону 16 ноября. Естественно, депутатам сейчас пришлось пойти вот на такой шаг, который, в принципе, я думаю, что этим шагом нанесен очень большой политический ущерб нашему уложению, когда они пошли на некое мировое соглашение по уложению. Во-первых, я считаю, что это абсолютно незаконно. Здесь даже ссылаясь на то, что они ссылаются, на что они действуют в соответствии с Гражданско-процессуальным кодексом, и все делается по закону. Но уложение, во-первых, нельзя таким образом менять. Во-вторых, они сами же нарушили постановление, которое было принято в 2016 году. Александр Георгиевич, наверное, помнит об этом постановлении, когда вот госканцелярия обжаловала там около 9 законов, и тогда Народное собрание приняло постановление о неправомерности значит, рассмотрения судебными инстанциями законов и постановлений Народного собрания. И это постановление никто не отменял. И в том постановлении четко прописано было, что декларировалось о том, что эта практика является порочной, и они не признают такие решения, которые принимаются судебными инстанциями. Но сегодня они пошли дальше суда. Сами в суд пошли? Они пошли на мировое соглашение. Поэтому даже с этой точки зрения я считаю, что уложению нанесен большой ущерб. Но я считаю, что вот этот тупик, да, политический тупик, вот эти дискуссии, которые уже проводятся в течение года на всех площадках, ГРТ, на других, значит, это все уйдет. И возвращаясь к теме нашего на сегодняшнее обсуждение по гагаузскому языку, да, это, значит, выборы пройдут, и через месяц все забудут про эту ситуацию. Но мы опять же теряем время для того, чтобы решать ключевые стратегические проблемы. Поэтому я данный вопрос рассматриваю как текущее, которое не влияет на развитие Гагаузии. Оно пройдет, выборы пройдут, выберут новых депутатов, и, возможно, даже пройдут те же самые.
Тут уже вопрос избирательной технологии, работы избирательной комиссии и много факторов, которые, к сожалению, мы уже не успеем изменить. Но работать над этими вещами надо. То есть вы предлагаете сконцентрироваться на том, что как развивать язык и что делать для того, чтобы гагаузская автономия, как автономия сохранилась, невзирая на то, кто будет приходить и уходить с власти? Нет, я говорил о 3 ключевых вещах, и то, что продолжил Александр Григорьевич. Язык, политическая самостоятельность не предполагает митинги против Кишинева или друг с другом. Политическая предполагает изменение внутри самой автономии, изменение своих политических институтов, того же исполкома, Народного собрания, реформирования. Что касается экономической самостоятельности, то же самое. У нас элементарно в Гагаузии 30 лет, у нас до сих пор ни одним башканом исполкомом не разработана концепция развития автономии, что предполагает закон. У нас нет стратегии, в котором были прописаны стратегические цели. А у нас 30 лет вот идет вот такое отвлечение на вот эти политические моменты, которые их сразу забывают. Забыли 2002 год, забыли 2008 год, когда председателя Народного избирали 5 месяцев. Это все пройдет, но стратегические цели мы не рассматриваем. Спасибо. Очень хорошая мысль, мне кажется. Александр Григорьевич, а затем Аня Алтыпармак. Буквально пару секунд. Решающая роль сейчас в этих выборах будет принадлежать правоохранительным органам. Подкуп будет или не будет? Если они проделают работу, чтобы не было подкуп избирателей, все будет нормально. А если будет подкуп избирателей, то любую систему выбираете. Поэтому вы же знаете, что сетка Шора жива сегодня. Сегодня работает сетка Шора. Правоохранительные органы, все от них зависят. Надо кидать все правоохранительные органы и лишить сетку Шора, чтобы он не смог работать. Спасибо. Вот я просто подумала, вдруг вы предложите на следующую нашу дискуссию пригласить господина Черноуца, но я не смогла бы вам гарантировать, что мы его убедим прийти в нашу студию. Поняла. Был подкуп не только депутатов, подкуп был и правоохранительных органов. Менты сами участвовали. Спасибо. Спасибо огромное. Александр Григорьевич, Да, ну а затем Аня Алтыпармак передадим. Оказалось, что даже 2 часа нам все-таки не хватило для того, чтобы высказаться. Но мы уже совсем близко к Поэтому, завершению. извините, где-то я, может, время занял. Значит, возвращаясь к вашему вопросу, Екатерина Федоровна. Первое – это ничего нельзя изменить без покаяния. Вот сегодня говорили про Танасогла. Я не слышал слов покаяния, кто сделал тогда, кто сломал судьбу этого выдающегося человека. То же самое было с Маруневич, то же самое было с Дмитрием Критором, то, что я приводил пример. То же самое, что произошло с Гагаузией и Шором. Мы разве приняли какую-то декларацию о том, что мы осудили то, что произошло за эти 2 года с Гагаузией? Нет, никакого покаяния. Ведь фамилии-то не назвали. Кто довел до смерти Ну, я не люблю. Этот человек нам хоть Я один раз назвал. Я не люблю переходить на личности. Константин Петрович, давайте. Теперь, возвращаясь к выборам. Да, потому что это важно. Екатерина Федоровна сегодня в таком красивом одеянии, бело-черном. Но жизнь, она не бывает только двухцветной. Да? Вот я возвращаюсь к нашей дискуссии по Камрату Кишиневу. Да, мы сделали в Камрате все, чтобы запутать эти выборы и войти в этот тупик. Но когда официальный представитель правительства говорит, что не надо проводить выборы сейчас, то есть не надо соблюдать закон, то о какой демократии мы говорим, о каком соблюдении законности. Поэтому, когда я говорю о наставничестве, о менторстве, то есть я жду от Кишинева вот этой заботы о том, что происходит в Гагаузии, а не просто отмахнуться от автономии. Вы там выбрали Шора, вы там не разбираетесь. Мол, вы гагаузы покупаетесь, это ваша проблема. Это проблема не гагаузов, это проблема этого бедного народа, который проживает в Республике Молдова. Действительно благодатная почва для мошенников. Поэтому не НДС надо было отбирать незаконно и давить на Гагаузию. Надо было вовлекаться в те процессы, которые здесь происходят, и обманывают, покупают людей на фоне органов правопорядка, которые все подчиняются Кишиневу. Понимаете? Я про это наставничество говорю. Народное собрание. Спасибо. Мы же этим должны заниматься. Спасибо огромное. Анна, передаю слово вам, пожалуйста. Если можно, коротко, да, сказать. Константин Петрович, давайте посмотрим. Шор диктовал членам исполкома. Шор диктует с Израиля, кто будет, что, Народному собранию, а вы просто голосовали. Так Народное собрание точно так же большинство поддерживало. Вот. Константин Петрович, давайте мы послушаем. Я подметила такой интересный момент касательно Народного собрания Гагаузии. Возможно, это я так вижу, но вы заметили, что уже несколько созывов подряд
состав Народного собрания у нас особо не меняется. Вот. Мне кажется, что это как раз-таки это не самая большая проблема, но одна из маленьких проблем, которые вытекают в одну большую проблему, что каждый созыв у нас одни и те же люди. Это проблема. Да. Это проблема. Когда... Люди избирают. Люди избирают. Люди, знаете, почему люди избирают? Я это вижу так. Люди избирают, потому что они же уже его избирали, они знают этого депутата, они его уже выбирали. Вот я хочу его еще раз выбрать. Они не доверяют новым кандидатам, которые тоже, у них есть своя избирательная программа, которые тоже предлагают какие-то решения. Они им не доверяют. Это проблема. Проблема в том, что я знаю, что на предстоящих выборах будут идти очень много молодых, амбициозных Это хорошая людей. новость, Ань. Да, которые действительно, у них достаточно свежий взгляд, которые видят ситуацию по-новому. У них есть идеи, как можно решить вопрос. Хотя бы есть идеи, но они не пройдут. Маленькая вероятность того, что они пройдут. Просто потому что люди будут избирать тех, кто уже был в Народном собрании. И тогда что решится? Да, да. Молодым не доверяют. Но я очень надеюсь на то, что вот эта мысль, которую Аня сейчас сказала, молодым не доверяют, но одновременно с этим, посмотрите, какие правильные, на мой взгляд, мысли сегодня говорили молодые представители нашего такого обсуждения, и Артем, и Аня. Анечка, если завершила, то... Я прошу прощения, секунду. Проблема в том, что, допустим, Артем через социальные сети, я, допустим, когда была своя программа, когда мы выражаем какие-то свои определенные идеи и мысли, люди в комментариях, знаете, что пишут? А кто ты такая? Ты вообще понимаешь, что ты говоришь? Вот, просто... Как раз хотела успокоить. Пишут человеку в любом возрасте, тогда, когда мысли не нравятся. Друзья, давайте мы подытожим. Можно я скажу? Да. Мы сегодня ехали и с молодым человеком говорили. Анна Ивановна была в кругу молодых. Из Кишинева. Вижу, комрад. Вы знаете, я все-таки вижу шевеление. Да? Молодых людей. И вот я сегодня выразила свое мнение этому мальчику, парню. Если вот такое распространение вот этого шевеления пойдет, поверьте мне, что, Анечка, тогда будет за вами слово. Ну вот он тот оптимизм, которого нам не хватало, Анна Ивановна. Да. Спасибо. Вот он тот оптимизм, которого не хватало. И в завершении, если можно, дорогие участники, да, вы устали, мы завершаем. И у нас есть к вам один открытый вопрос, абсолютно он одинаковый. Каждый из вас может на него ответить, а завершат наш выпуск, конечно, два наших эксперта со своими мнениями. Вопрос звучит таким образом. Как сделать автономию фактором стабильности, а не напряженности? Отвечает каждый, кто считает нужным. Как сделать автономию? Господин Дантой, давайте. Только через сильную экономику. Если у нас будет сильная экономика, не будет у нас ни ссора, ничего. Первая причина – экономика. Еще раз экономика. У нас есть серьезные проработки в этом плане, и я думаю, что сильная экономика. Касим Петрович, опять же нужна молодежь, которая не хочет Очень коротко. 3 слова буквально. Диалог, прозрачность и доверие. Вот. Кто еще хочет высказать свое мнение? Я могу повторить вопрос. Как сделать автономию фактором стабильности, а не напряженности? Действительно, у нас молодежь, большой отток идет не только с гагаузской автономии, но и со всего государства Молдова. Для того, чтобы была стабильность, нужны рабочие места. Должна заработать производство. У нас отсутствует производство в принципе. Все заводы, фабрики, животноводство, сельское хозяйство, это все было уничтожено, разворовано и перепродано. Вот это надо восстанавливать, производство. И чтобы людям было где работать и, естественно, достойную зарплату.
Пожалуйста, Ната. Да, я хочу сказать то, что поддерживаю слова господина Нантоя. И в прошлой передаче Денис Пынта это сказал. Я и эту идею продвигаю в своих соцсетях последние, наверное, несколько лет. Я хочу, чтобы наконец гагаузы поняли, что мы часть Молдовы, мы не отдельное государство. Мы часть того пути, который избрал сейчас народ Молдовы, потому что мы тоже народ Молдовы. Мы не должны рваться на запад, на восток. Вот у нас есть страна, у нас есть большая родина. Мы частичка этой большой родины. Если сейчас вся родина направила все свои силы и энергию на то, чтобы двигаться на этом пути евроинтеграции, значит, гагаузы не должны быть вот этой вот палкой в колесах. Они должны понять, принять, что да. Но это как в семье, когда вот отец сказал, да, вот у нас такая сейчас в семье ситуация, вот сейчас мы все должны настроиться на то, что у нас есть такая цель. Вот, у нас есть Родина, и гагаузы почему-то до сих пор не понимают, что они не могут сами распоряжаться своей судьбой, потому что вот эта вот геополитическая направляющая, за которую бралась Ирина Влах и Гуцул, то есть это все не то. Наша Родина здесь. У нас нигде в мире, у гагаузов, нигде в мире нет автономии. Мы здесь, мы часть этой земли, и я очень хочу, чтобы гагаузы осознали, что быть патриотом – это не значит, не знаю, возвращаться мыслями в Советский Союз, в Российскую империю. Быть патриотом – это значит поддерживать свою страну здесь и сейчас. Мы не живем в прошлом, мы не живем в будущем, мы живем в этом моменте. И в этом моменте мы должны сделать все, чтобы наша страна была крепкой. Вот, по-моему, если каждый это осознает, то Гагаузия станет крепкой. Гагаузия перестанет восприниматься как враг и как препятствие. Ну и больше того хочу сказать, что все-таки Кишинев нас не воспринимает сейчас большей частью как враг и как препятствие. Это мы делаем. Если вы не согласитесь, я уверена, что это только мы это делаем. Спасибо, Ната. Александр Григорьевич, пожалуйста. Olmalı böyle doğru. İnan. О, ну это достойно аплодисментов. На гагаузском говорит человек, которого мы никогда не слышали. İnan. Да, на гагаузском, пожалуйста. Umut. İnan, Umut. Sevgi. Hem anlaşmak arasında Kamrat, hem Kişinев. Böyle olsun. Браво. Кто еще хотел бы высказаться? Пожалуйста, Иван, передайте микрофон. Наверное, я добавлю пессимизма все-таки, извините, под конец. Давайте реализма все-таки. Вот смотрите. Давайте. Украина после развала Советского Союза, я недолго, тоже занималась и варилась в своих внутренних проблемах. И дошла ситуация до того, что ослабли настолько изнутри, что враг извне посчитал, что он может прийти и ударить. Вот в чем проблема. То, что они живут с имперской бациллой в голове, это не секрет. Они готовы завоевывать всех вокруг, там, порабощать и так далее. Но почему они напали на Украину? Потому что она изнутри была слаба. Общество не было готово к демократии. Политики не занимались государством. Все наполняли свои карманы. И все эти проблемы бесконечно длились. Я думаю, вы как журналисты тоже прекрасно знаете вот эти бесконечные ток-шоу на украинском телевидении, Савик Шустер, там все другие, часами сидели, обсуждали, куча правильных мыслей, все это говорилось. То есть куча было вот этих говорильней, не было реальной политики, не было лидерства. Поэтому государство ослабло, на него напали. Автономия, вот, ну, если даже такие проводить какие-то параллели, вот то же самое. То есть она слаба изнутри. Нету концепции. Демократия – это прекрасно. Но готово ли общество здесь к этой демократии? Можно соблюдать инструменты демократии до тех пор, пока автономии просто не станет. А тогда возникает, может, немножко надо посмотреть шире на это все. Если изнутри сегодня не готовы к тому, чтобы привести к власти нормальных людей. Хорошо, демократически. Сейчас проведут выборы. Придут опять эти люди. Что дальше? Еще 5 лет собираться, обсуждать идеи, то все. Время идет. Люди уезжают. А что делать? Что делать, я говорил об этом. Сегодня, кстати, да, можно критиковать Кишинев. Там определенные шаги, наверное, делаются не так, но проблема самих гагаузов. Проблема здесь. Сегодня Кишинев готов помогать в проведении выборов. Пусть они здесь проводят выборы, которые бы контролировалась Центральной избирательной комиссией Молдовы. Законодательство
Я не знаю, если местное законодательство, гагаузское, избирательное, не было приведено в соответствии с центральным законодательством, что делать? Ну тогда пусть проводят по своему законодательству. Пусть работают правоохранительные органы, чтобы пресечь любые вливания здесь российских денег, любых шоров и все кому подобное. То есть есть какие-то конкретные вещи, которые необходимо делать. Опять-таки повторюсь, но они должны увидеть здесь активных людей, которые должны это как-то инициировать. Диалог с кем диалог? Вот выступал спикер молдовского парламента, он о чем говорит? Он, по сути дела, да, он немножко так зверхню украинскую, но он говорит правду. С кем там говорит? Пришли какие-то люди и говорят, давайте еще раз дадите возможность нам провести здесь между собойчик, чтобы мы еще раз тут на 5 лет переизбрались. С кем говорит? Берите инициативу в свои руки. Сегодня Народное собрание, как я понимаю, полномочия истекли, Башкана, по сути дела, нету. Инициируйте какую-то свою группу, налаживайте диалог с Кишиневым, предлагайте свои мысли, предлагайте свои варианты, как выходить из этой ситуации, модернизируйте как-то это законодательство. Пусть уже на уровне Кишинева это происходит, если местный парламент не в состоянии это сделать. И пусть проведут эти выборы. Пусть это давайте не называть там прямым управлением, временным, как это пугает здесь многих. Но законным путем как-то это надо делать. Вы имеете в виду, правильно ли я вас понимаю, вы имеете в виду, что не хватает какой-то такой третьей, неважно какой, силы, сплоченной, которая сказала бы, вот мы понимаем, что во власти, нет власти в Гагаузии, собственно говоря, да, но вот мы собрались, группа активистов, единомышленников, которые хотим, видим, и давайте, Кишинев, говорите с нами, и давайте что-то делать. Вы так, это имеете в виду? В том числе, конечно, ну смотрите, даже по сути дела Кишинев это вам и показывает. Майя Санду приезжает, с кем встречается? Кто был в последний раз в Доме культуры? Кто сидел? Не сидели же, кто там? Ну, поскольку Майя Санду приехала на 35-летие Камрадского госуниверситета, то сидели в первую очередь представители Камрадского государственного университета. Да, и многие там другие, не было... с кем готов Кишинев вести диалог. Но не было Ильи Узуна, сигнал. исполняющего обязанности Башкана, который, по-моему, потом объяснил, что он не мог находиться в одном зале. Хорошо, это все в частности. Раньше Майя Санду приезжала, по-моему, какое-то мероприятие здесь было в Авдарме, тоже собирались люди, с которыми они готовы здесь, да. говорить. Вот вы говорите, вот они с ними и готовы говорить. Понятно. Спасибо. Поэтому, я просто говорю о том, что на самом деле мне кажется, что все идет к пропасти. Я это вижу, потому что вся эта конструкция, которая есть, она ничем не наполнена. И она просто приведет к тому, что это все закончится. Вы хотите высказать, молодой человек? Очень интересно. Студент Камрадского госуниверситета, представьтесь, пожалуйста. Жельц Михаил, юридический факультет, 4 курс. Сегодня я не услышал такую проблему, как отсутствие у нашего народа умение критически мыслить и анализировать ту или иную информацию. Это является действительно очень важным аспектом, который помогает принимать те или иные решения. Сегодня мы имеем народ, у которого отсутствуют практически полностью базовые юридические знания, которые реально помогли бы решить ту или иную ситуацию или преодолеть какую-либо пропаганду или информацию, которая не всегда является ложной. Что это значит? Это значит, что таким обществом очень и очень легко управлять, манипулировать. Поэтому к чему я веду? То, что мы можем сейчас бесконечно думать о методах решения проблем, но если менталитет людей, вот это вот мышление, да, оно не изменится, то смысла нет, о чем мы сейчас с вами говорим. Я так думаю. Спасибо. Спасибо вам большое. Молодежи. Ну и если все, кто хотел, если высказали свою точку зрения, то у меня сейчас просьба к двум экспертам. У вас в вашем распоряжении, у каждого из вас есть не больше 2 минут. Дайте, пожалуйста, ваш ответ на вопрос. Вот из этой дискуссии, в которой вы сегодня вместе с нами, спасибо вам, присутствовали, что вы вывели для себя по той теме, которую мы сегодня обсуждали? Господин Штефан, пожалуйста. Первый. Я где-то месяц назад был в Камрате с одним журналистом из Словении. Я мою книгу про гагаузов представил в Галатском университете. И очень часто меня в Кишиневе приглашают на ток-шоу, где говорится о Гагаузе. Почему я об этом говорю? Потому что Гагаузию интересует. Люди хотят узнать, кто такие гагаузии, что такая за автономия здесь, и как что нам нужно делать, чтобы сохранить этот народ.
Здесь много говорится, и в прошлый раз говорилось о том, что нужно развивать экономику, нужно... Я с вами полностью согласен. Но я опять вернусь к Ирландии. В Ирландии сначала они поменяли менталитет, а потом после этого было и экономическое развитие. Без этого не будет никакое развитие. В 2016 году, я помню, здесь какие все журналисты из Кишинева, европейские чиновники, все такие думали, что вот мы дадим деньги гагаузам, и они станут все европейцы, они забудут про Россию, все будет четко. В моем селе, в Садык, нету ни одного европейского проекта. Нету ни одного бизнесмена из Кантемирского района, который бы получил деньги с Европейского Союза. А в Гагаузии есть. Что случилось? Все европейские чиновники в Кишиневе, большинство, разочаровались в Гагаузии. Сейчас большое недоверие, потому что они чувствуют себя обманутыми. Почему чувствую себя обманутым? Потому что я сам был в некоторых моментах, когда люди говорят, да, я за Европейский Союз, а потом он самолетом в Питер за методички, что дальше делать. И вот вся это недоверие сейчас присутствует в обществе, поэтому и в Кишиневе сейчас они не хотят, они даже не знают, с кем здесь договориться. Вы знаете, что господин Константинов в 2021 году представил себя в Кишиневе как человек ПАСа и человек Кишинева. Что он потом делал? Быстро сбегал к Шору и продал Гагаузию. А здесь на местном уровне никто не был такой вот подпись, да, что мы против, не знаю, там митинги какие-то. Нет. Люди брали там деньги, кто брал, кто не брал. И все, дальше пойдем. Сейчас есть вот это недоверие, и я понимаю, почему это недоверие. Потому что я здесь жил, я знаю, что здесь, я вижу, что в Кишиневе меня иногда мне говорят, что я проявляю слишком много эмпатии к гагаузам, да, что я слишком их защищаю, я здесь как критик, да, вы видите, что я критик. Но в Кишиневе я пытаюсь защитить. В Румынии то же самое, или в других пространствах, где я... А почему вы это делаете? Почему? Потому что мне дорог гагаузский народ. Я считаю, я говорил вам раньше, я считаю себе духовной часть этого народа. Мне вообще такой интересный народ, такой единственный народ. Это нужно сохранять. А давайте все это вместе делаем, потому что я точно вам говорю, что сейчас на уровне хотя бы президента очень хорошие интенции. Намерения, очень хорошие намерения. Да, не всегда не знают, что делать. Да, к сожалению, у них там те, кто их советует, не всегда хорошо делает. Да? Но намерения очень, очень хорошие. Нужно здесь отсюда, чтобы быть, чтобы строить мост. Знаете, когда начали строить тоннель между Великобританией и Францией, они начали с обе стороны и встретились прямо посередине. Там прямо есть фотография, прямо посередине. Давайте вот все это строить. И хватит уже, у нас в Республике Молдова есть очень такой плохой танцор. У нас все такие плохие танцоры. Всегда что-то мешает. Всегда что-то мешает. Поэтому я думаю, что сначала нужно доверие, диалога. И я думаю, что мы сможем вместе все это сдвинуть. Он уже сдвинут. Этот большой камень уже сдвинут, но нам нужно еще его толкать, чтобы он побыстрее, потому что времени нету. Спасибо. Господин Нантой, вы завершаете эту дискуссию. Прямое управление. А не боимся, что Шор выиграет. То, что Шор еще раз выиграет, не боимся. А вот прямое управление назначит одного человека, разобрался бы с этой коррупцией, что происходит у нас. Вы не хотите прямое управление. Почему прямое управление? Те же самые депутаты будут, кто и были. Константин Петрович, мы обсуждаем. Да. Еще чуть-чуть. А что, в Кишиневе у нас... Ну хорошо. А что толку этих депутатов? Что толку от них? Что толку от них? Делили конверты, кому какой конверт. Или ротацию, наконец,
Понимаете, нет доверия по этому парламенту. Вы понимаете? Они же опять выиграют. Я могу поспорить. Могу поспорить с вами, что опять они же выиграют. Касим Петрович, если бы мы могли... Опять спор выиграет. Касим Петрович, если бы мы могли в этой студии сегодня с вами вместе, голосуя, назначить дату выборов, мы бы с вами это сделали бы, поверьте мне. Простите, но у меня, я думаю, простите за нескромность, хватило бы сил убедить вас в том, что мы должны это сделать. Ну хорошо, Кишинев плохой, но почему иностранные посолы не приезжали в Гагаузию? Даже турецкий. Почему? Ну хорошо, Кишинев плохой. Ну, иностранные посолы тоже не хотят ни с кем здесь не говорить. Сейчас уже в последний момент мы видим, что какие-то там получается. И тоже намек, с кем они встречаются здесь. Вы видели госпожу Пьорка с госпожой Узуном встречаться? Нет. Он встретился здесь, встретился с господином Анастасовым и с другими депутатами. Спасибо огромное, господин Антой. Да, я постараюсь быть кратким. Я услышал такую фразу, что Гагаузию автономию исчезнет. Она никуда не исчезнет. Она сегодня находится в кризисе. И для того, чтобы этот кризис преодолеть, первое, что нужно сделать, провести легитимные, прозрачные, честные выборы. Нет, только не надо говорить мне про менталитет. Мне 78 лет, и я это знаю. Ты на год старше. Но без честных, прозрачных выборов говорить о чем-то вообще невозможно и незачем. Потому что отсутствует... Знаете, вот Уинстон Черчилль, говорят, был такой умник, он сказал, самый сильный аргумент против демократии, что? 5-минутный разговор с рядовым избирателем. Поэтому демократия – это не рай, не манна небесная. Это значит, мы живем так, как заслуживаем. Но для этого нужно провести выборы честно. И здесь нужно потребовать от Кишинева, чтобы быстро приняли рамки законодательный инструмент, и чтобы структуры государственные обеспечили пресечение избирательной коррупции. Дальше избиратели голосуют. Голосуют 5-й раз за того же кандидата. Это уже, извините, немножко сложнее. Следующее. Нужно провести выборы и иметь легитимное народное собрание. Второй момент. Конечно, нам нужен диалог. И когда нам говорят, что не с кем вести диалог, это неправильно, потому что диалог не обязательно предусматривает там на верхнем этаже в присутствии телекамер. Всегда был диалог между людьми по профессиям, по общественной организации, то есть по интересам, искусство, наука. То есть этот диалог должен быть живой между спорт, чуть не забыл, да, и так далее. И этот диалог, он должен выходить на первый план и затмевать собой этих крикунов, которые ничего другого не знают, кроме как желтая зараза и так далее, и так далее. Но, во-первых, я считаю, что архиважно провести вот эти законные, максимально честные, прозрачные выборы. Это что будет дальше? Посмотрим. Вдруг что-то изменится в лучшую сторону, и будет возможность и для институционального диалога, когда парламент Молдовы, Народное собрание вдруг проявит обоюдную мудрость, и мы будем аплодировать. Или там тот тоннель начнут рыть и встретятся на Камрадском винзаводе. Спасибо, уважаемые гости, за интересную беседу. Надеюсь, вам понравилось в нашей студии. Приглашаем вас еще. Нашим телезрителям хотелось бы сказать, что обязательно подписывайтесь на нас в YouTube, смотрите, рекомендуйте друзьям, коллегам, пишите комментарии, хорошие, плохие, это уже ваше дело. Но самое главное, смотрите Гагауз Медиа. Спасибо всем огромное. Друзья, на самом деле хочется поблагодарить и мне вас за эту дискуссию, за эту открытость и за эту готовность свои 3 часа потратить на то, чтобы быть в этой студии. Все начинается с каких-то маленьких шагов, и мы с вами об этой формуле хорошо все знаем. Гагауз Медиа думает, что наши маленькие шаги заключены в том, чтобы предоставлять такую возможность зрителям собирать в одном месте много разных людей с разными видениями, с разными представителями разных профессий, для того, чтобы предложить как минимум гагаузскому сообществу, какие могут быть идеи по тому, чтобы, объединившись, сделать что-то для этой маленькой автономии, которая уникальна и которая очень дорога, в первую очередь, самим гагаузам. И во вторую очередь, это то, чего нет нигде. Как можно потерять то, чего нет нигде?
как можно не ценить то, что есть сегодня у нас в руках. Поэтому мне кажется, что сегодня звучало несколько хороших рецептов. Остается только надеяться на то, что зрители, которые смотрели этот эфир, тоже услышали. Ну и правильно сказал мой коллега Сергей, друзья, пишите комментарии, потому что мы ждем ваши комментарии. Именно от них мы будем отталкиваться тогда, когда будем определять тему наших следующих дискуссий. Подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали, и ставьте лайки. Помогите нам продвигать этот проект для того, чтобы больше людей было вовлечено в эти дискуссии на Gagos Media Freedom Life. Оставайтесь с нами.